Ассаламу алейкум Ларми Нохчи. Добро пожаловать на стрим, дорогие друзья. Не забудьте, кто не подписался, подписаться и ставить лайки. Баркал, спасибо всем. Ассаламу алейкум. Башлам лор свинок милу. Не знаю, без понятия. Башлам бакенахца ирс ючс. Царнюха халкаин. Расскажи про эту сторону твоей жизни. Об этом невозможно рассказать. Сколько ни слушай наших старейшин, все равно не сможешь полностью перенять у них всю мудрость, через которую они прошли. Все, что они знают, мы пытаемся сберечь и, конечно же, передать. Алейкум ассалам. Передать своим потомкам, передать нашей истории, дабы сохранить. По крайней мере, мы пытаемся это сделать. Халу ахлах, конечно, не у всех получается, но мы стараемся. Конечно же. Алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Так. Готовы, как всегда, и отвечать на вопросы. Сегодня немного люди, походу, еще готовятся к наступлению, как говорится, 2022 года. Осталось. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху, брат Умар. Ва алейкум ассалам. Башлам Мациев Ахмад, лингвист, наш создатель словаря чечено-ингушского из Хамхинского Шахара. Не слышал такого. Надо узнать, конечно же. Да, никаких проблем нету, мы можем зачитать один параграф из новой книги Хасана, но только я начинаю читать его каким-то странным образом, вы, алейкум ассалам, просто-напросто теряетесь, поэтому на ваше усмотрение. Или будем отвечать на вопросы, или общаться, или, как говорится, зачитаем один или два небольших параграфа с новой книги Хасана. Хотя у многих она уже есть, наверное. Вот. Амадерес Хилдал Сидуэ. Ну, давайте, пока собирается, прочитаю один-два параграфа с новой книги Хасана Бакаева, нашего историка. Думаю, тогда проще будет и поднимать вопросы пару.
Не у всех же есть еще книга, правильно? Так. Так. Давайте немножко, поскольку у нас бывает очень часто, некоторые люди бывают очень хотят поговорить об Иване Грозном или задеть наших братьев-адыгов. Зачитаем «Засекреченная свадьба Ивана Грозного». Думаю, что для общего познания истории и отношения Московской Руси это важно. Как известно, в сентябре 1561 года овдовевший к тому времени царь Иван IV, прозванный Грозным, женился на дочери кабардинского князя Темрюка, Мэриан, названной при крещении Марии. Как отмечает Карамзин в истории государства российского, Марианну крестил сам митрополит. Митрополит был ее восприемником от купели, дав ей христианское имя Марии, пишет историк. Это была вторая женитьба Ивана Грозного после смерти предыдущей супруги Анастасии Романовой. Судя по русским летописям, в октябре 1558 года в Москву приехали сыновья Темрюка Булгерук и Салтанук Мурза. Последний в крещении получил имя Михаил. Однако летопись умалчивает, были ли с ними их сестры Мэриан. Шора Ногмов пишет, что Темрюк отправил в Москву своего сына и дочь на воспитание, и что Мэриан так пленила царя Ивана Грозного своей красотой, что тот решил на ней жениться. Любопытно, что в русских источниках того времени сохранилось лишь единственное упоминание Мэриан как о царице Марии Черкасской, которой сватался царь Иван Грозный. Сватовство, судя по документу, осуществлял некий Василий Иванович Меньшой Коробин. Однако, как отмечает Белокуров в «Сношении России с Кавказом», выпуск 1, 1578-1613 года, никаких иных документов, касающихся этой поездки, в российских архивах не обнаружено. Более полное, чрезвычайно интересные сведения о женитьбе Ивана Грозного на Марии Темрюковне оставил первый полномочный посол Англии в России Энтони Дженниксон, прибывший в Москву 20 августа 1561 года, как раз накануне свадьбы царя. Он просил дьяка доложить царю, которого в своих записках он именует императором, о своем прибытии. Но его величество, пишет Дженниксон, был занят великими делами, он готовился вступить в брак с княжною Черкасскою Магометова закона, и потом приказал, чтобы ни один иностранец, будь то посол или кто-либо другой, не был допускаем. Согласимся, это очень странная информация. Если верить российским историкам, Мэриан, дочь Темрюковна, была крещена самим митрополитом и получила христианское имя Марии. Был также крещен ее брат Салтанук Мурза, получивший имя Михаил. Однако посол Энтони Дженкинсон сообщает, что Мэриан, с которой готовится вступить в брак царь, придерживается магометанского закона, то есть исповедует ислам. И именно потому, по словам посла, царь запретил присутствовать на церемонии бракосочетания иностранцам
словно опасался, что они увидят нечто такое, что окажется для них скандальным. Но только ли иностранцам Иван Грозный запретил присутствовать на церемонии? Нет. Запрет касался и русских подданных царя. Кроме того, отмечает Дженкинсон, царь повелел, чтобы в продолжении 3 дней, пока будет праздноваться это торжество, городские ворота оставались запертыми. И чтобы никто, ни иноземец, ни русский, кроме некоторых лиц из его двора, не входили во время сего торжества из своего дома. Причина такого повеления неизвестна по сей день. Примечательно, что очень многие российские историки, касаясь бракосочетания Ивана Грозного с кабардинской княжной Марией Темрюковной, цитировали после Дженкинса, однако не посчитали нужным разделить недоумение англичанина. Это тем более странно, что историкам хорошо известно, с каким размахом отмечал Иван Грозный другие свадьбы, устраивая всенародное празднество и привлечение в Москву и в Александрийскую слободу скоморохов, музыкантов, канатоходцев и так далее. Со всей России, как это было, к примеру, во время его женитьбы после смерти в 1569 году Марии Темрюковны на Марфе Собакиной. Необходимо уточнить сам факт женитьбы Ивана Грозного на Марии Темрюковне царем не скрывался. Напротив, всем русским послам было предписано сообщить об этом иностранным монархам, отмечая, что впоследствии это бракосочетание черкассы стали подданными царя. Однако строжайшим образом скрывался обряд, по которому было проведено это бракосочетание. Следует добавить, что церемония бракосочетания Ивана Грозного и Марии Темрюковны скрывалась не только самим царем, но и последующими российскими историками, которые выморали из источников любые ее описания. Так, издатель древней российской библиофики Новиков поместил в 13-м томе чины, то есть церемонии свадебных великих князей и царей. После описания церемонии свадьбы Ивана Грозного на Анастасии Романовой вынужден был заявить: здесь по порядку следовало быть второй свадьбе царя и великого князя Ивана Васильевича, но описание этой свадьбы не отыскано. Вторая свадьба Ивана – это как раз таки женитьба на Марии, дочери Темрюка. О свадьбе Ивана Грозного с кабардинской княжной ничего не говорит также в описании 13 старинных свадеб великих российских князей и государей, изданное в Москве в 1785 году, хотя все другие свадьбы Ивана Грозного расписаны в этом описании в мельчайших деталях. Итак, мы видим перед собой историческую загадку, даже тайну. Если Мариан, дочь Темрюка, приняла христианство, то свадьба Ивана Грозного должна проходить по христианскому православному ритуалу, установленному его предшественниками. Старинные русские источники отмечают, что Иван Грозный во всех иных случаях женился по церемонии, установленной его отцом великим князем Василием III. Вот только бракосочетание с Марией Темрюковной проходило, выражаясь по-современному, в режиме строжайшей секретности, и на эту свадьбу были допущены лишь особо приближенные к царю люди, которые он, вероятно, доверял. Но что от иностранцев и своих подданных скрывал царь Иван? Почему на свадьбе торжества не было допущены гости? Ведь известно, царь Иван Грозный не только во время празднества, но и в обычные дни обедал в присутствии сотен гостей. Тот же Энтони Дженниксон, к примеру, свидетельствует, что позже, по завершению свадебных торжеств, он был приглашен в Кремль на обед, на котором единовременно присутствовали более 600 человек, включая иностранных послов, усаженных вблизи царя, да еще в соседних залах обедали 2000 татарских воинов, приехавших служить Ивану Грозному. Однако свадебный обед царя прошел несравненно скромнее и в присутствии лишь узкого круга приближенных к нему лиц. На вопрос, почему, Дженниксон без хитрства отвечает: потому что у Марии Темрюковны придерживалась магометанского закона, то есть была мусульманкой. Знает ли это, что бракосочетание проходило в мусульманской обрядности? Мы можем ответить на этот вопрос другим вопросом. А был ли царю Ивану смысл засекречивать
свадебную церемонию, если она проходила по христианскому чину? Почему описание этой свадьбы церемонии изъято из всех российских исторических источников? Нам представляется, что ответ очевиден. Прежде всего, мы должны вспомнить, что бракосочетание монархов сугубо прагматические акции, скрепляющие воедино политические союзы. С этих позиций женитьба Ивана Грозного на кабардинской княжне являлась настолько важным политическим предприятием, что царь даже заменил православный обряд бракосочетания на мусульманский. Иначе ему не было смысла засекречивать свою свадьбу, так как от иностранцев, так и от своих собственных подданных, за исключением небольшого числа приближенных. И если учитывать все эти аспекты, совершенно в ином свете выглядит общеизвестный казус со шлемом Ивана Грозного, на котором соседствуют две надписи. Первая «Шелом князя Ивана Васильевича, великого князя, сына Василия Ивановича, государя всея Руси самодержавца». Вторая надпись «Аллах Мухаммад», являющаяся сокращенной версией мусульманской формулы «Аллах велик и Мухаммад пророк его». Вот такие вот странные, как говорится, страницы истории проходили в истории и Российской империи. Сейчас вы, конечно, можете задаться вопросом, к чему и вообще, причем тут чеченские этнонимы и книга, касающаяся древность происхождения чеченского, древность и происхождение чеченского народа. Все очень просто. Имеется в виду, именно этот брак был нужен фактически для того, чтобы распространить свою власть уже на Кавказе в первую очередь. Вот почему непосредственно по некоторым, как говорится, гипотезам считается, что Иван Грозный женился на Марии Темрюковне по исламу. Не забываем, что особенно в те времена непосредственно женились для каких-то на важных персонах для распространения или усиления своей империи. Возможно, конечно, это предположение, возможно, это догадки, но все же факт остается фактом. И сегодня осуждать или говорить, кто больше получил от того, что был заключен брак между Иваном Грозным и Марией Темрюковной, нужно посмотреть исторические данные. Мы знаем, что именно в 16 веке, 17-15 веке огромная территория от Западного Кавказа, от самого Краснодарского, нынешнего Краснодарского края, и до территории Каспийского моря на многих картах написано Черкесия, Великая Черкесия. Вот, поэтому я думаю, что здесь брак был заключен по обоюдному согласию и с выгодой для того, чтобы распространить власть Московской Руси на территории Кавказа, Северного Кавказа, Центрального Кавказа. Вот. Непосредственно таким образом я считаю, что это было внесено в эту книгу, чтобы люди понимали. Я понимаю, что некоторые представители кавказских народностей, по крайней мере, которые прикидываются, что они великие представители других наций, пытаются оскорбить и задеть тем самых черкесов, якобы, что первые они женились, что якобы русских пригласили, или появление царской Московской Руси на Кавказе благодаря этому браку. Был этот брак или не был этот брак добровольным или взаимовыгодным, территориальное распространение, непосредственно расширение царской Московской Руси, оно бы происходило. Но поскольку был заключен выгодный брак, я думаю, это произошло более или менее бескровно. И дальнейшее уже присутствие на территории Кавказа царских войск
при покорении различных или кабаков, о которых так часто рассказывали, до самого Дарьяльского ущелья, что с помощью черкесских князей, кабардинских князей распространялось по всему Кавказу, имеет место быть. Но с кем они проводились, с кем, чьи эти кабаки были, мы находим в разных документах. Вот. Будем надеяться, что дальше информацию больше будем узнавать, вот как говорится, при изучении различных документов. Вот. Ну, я же говорил, что как раз-таки при зачитании, когда зачитываешь исторические материалы, многим это не интересно, людям больше интересно общение. Не любят у нас люди читать, не любят у нас люди, как говорится, слушать, когда зачитывают различные исторические материалы. И все же историю нужно знать, и как появились, и причины появления. Вот. Были ли такие браки заключены с остальными? Конечно же, были. И грузинские цари женились, и остальные, уверен, что взаимовыгодные браки были заключались не только в Европах, каких-то монарших домах, но и у нас здесь на Кавказе. Как раз по тому же материалу вчера, когда мы разговаривали с Исрапилом, он рассказывал, как многие представители нашего народа женились на соседних, алейкум ассалам, на соседних княжнах, дочерях князей, там, я не знаю, шамхалов или терских казаков. Женились, но случаев, что сами выдавали своих, такого, конечно же, мы, по крайней мере, не наблюдаем. Вот, давайте тогда проще и лучше будет, если мы будем отвечать на вопросы. Я так понял, за чтение книг не столько сильно нравится некоторым представителям нашего, как говорится, эфира. Задавайте вопросы, если вы хотите, чтобы зачитали какие-то еще моменты, я могу и зачитать. Башлам. Начиная от Пятигорья до Низовья, Терека, Шонские кабаки, чьи были их, как думаешь? Ну, они описываются, что они были, в принципе, нашими, имеется в виду, представителями нахчийского народа, указывают, по крайней мере. Кому вот сегодня, какому именно национальности они принадлежали, это немножко сложно. Но написано чеченские. Вот, в основном, если я не ошибаюсь, и на картах было указано. Мы можем предполагать, точная информация, конечно, только у Всевышнего Аллаха. Вот. Использовали непосредственно ли этот момент черкесские князья, некоторые черкесские князья для своей личной выгоды? Ну, конечно, почему бы нет? Такова история. Каждый использует, допустим, свои возможности, свою близость к тому или иному монарху, который более или менее сильный. Вот. С учетом того, что царская Россия была одним из главных сил того периода, ну, кроме крымских татар, вот, персидских шахов, поэтому, думаю, тут ничего удивительного нету. Но другой вопрос, то, что она не меняла свою, хотя некоторые пытаются указать, что якобы она была крещенной. Если это было так, то смысл какой был скрывать эту свадьбу Марии Темрюковны и Ивана Грозного? Вот. Да, были такие вопросы, некоторые рассказывали, что крепость Грозная названа в честь Ивана Грозного. Нет, конечно. Крепость Грозная не существовала во время Ивана Грозного, и это является чушью. Просто у нас люди любят просто-напросто. Персидские шахи тоже воевали с нами, конечно. Конечно. Влияние персидских шахов и их наставников на местах были, с восточной стороны были, конечно же. Мы об этом
как раз таки вчера и обсуждали. Алейкум ассалам, сынуш. Были ли у черкесов шлем, подобный шлему Ивана Грозного? Честно сказать, этого я не слышал. Но про шлем Ивана Грозного, Александра Невского, это, конечно, большая загадка. Многие говорят, что до последнего они были всего лишь ставленниками Золотой Орды. Насколько это правда, нужно смотреть. Башлам, я слышал, что у нахчинского народа много диалектов в Чечне. В основном какой диалект используется? У нахчинского народа 7 диалектов и 10 говоров. В основном используется на сегодняшний день плоскостной диалект. Это современный чеченский язык. Более архаичный, более древний считается чеберлоевский, шароевский, кистинский, акинский. И дальше, как говорится, все более мягче. Персы из Дарьяла захотят. Вполне возможно, Понт Кавказ. Я, честно сказать, может быть. Ва алейкум ассалам, Ильяс. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Ахмад Далсайол, Аятин Ялданат, Далдухуахуэл. Карабас можно посмотреть с другой страницы, попробовать зайти. Я не знаю, я никого не блокировал. Так. Точка. Так, что у нас тут еще? Я думаю, что он сам зайдет, в принципе. Не знаю, Аббас. Зайдет, наверное. Башлам, Варстхуай какой дело? Голландчожский. Варстхуай эхкы разговаривать на голландчожском диалекте чеченского языка. Как вы можете встречать Новый год? Но сегодня не Новый год еще. Во время Нового года, наверное, я не буду вести эфир, вы сами будете спокойно встречать его. Башлам видел, пояс с ингушской группы выложили. Древний 300 лет минимум пишут за 120 тысяч. Джузи, этот пояс ингушский или я не могу сказать, но сразу скажу, такой же пояс мне прислали вчера, и никакой он не ингушский, такой же пояс есть у чеченских, причем восточные чеченцы имеют такие же пояса, до сих пор семейные, переходят по наследству, и они есть у представителей нашего народа, которые проживают в том же, где проживали качкалыковцы, мечекизовцы, и у меня есть видео, мне его прислали, и не продают его, есть это. Зачем приписывать и давать название поясам? Какое название может быть там? Ингушский пояс, зачем? Ингушские истанги, это тоже зачем? Когда это все в пух и прах уже разнесли ученые, истанги в основном делались в восточной части, чуть-чуть, и больше даже, чем в западной части, которые называют его там, приписывают, давая ему национальный окрас. Кумыки даже больше делали эти войлочные истанги, разноцветные, с узорами. Есть доказательства, есть статьи научные полностью, поэтому никаких проблем с этим нету, можете посмотреть. Сейчас такое время, каждый пытается приписать, я не знаю, то пояса приписывают, то башни приписывают, то истанги приписывают.
общее достояние должно быть общим достоянием. И брат Ильяс задонатил. Ильяс сегодня второй человек, который задонатил. Ильяс дал сайо, донат, дал духуа, хуайло, будистанг, эзершка соудолил. Надеюсь, что у тебя все, что останется, приумножится в сотни тысяч раз. Вот. Поэтому, если я не ошибаюсь, здесь ли оно? Я его сохранил. А, нет, не здесь. Сейчас, Джузи, я тебе покажу сравнение, чтобы ты сделала. Я тебе покажу национальный, чисто национальный чеченский пояс. Я его сохранил. Нет, не здесь я его сохранил. Я сохранил его на этом телефоне. Меня сегодня взломали. Черт, это что за новость? Зачем взломали тебя-то? Вот, Джузи. Джузи, ты здесь? Ответь мне, Джузи, если ты здесь, я тебе включу видео. Джузи, слышишь меня? Раз, два, три, четыре, пять. Ты меня слышишь? Так, если здесь, Джузи, ответь, что ты здесь. Я тебе покажу. Сравнение сделаешь, национальный ингушский он или же нет, узнаешь. Посмотри вот это видео. Как ты думаешь, вот этот пояс чисто чеченский. Похож он? Вот это вот пояс. Надеюсь, ты смогла сделать сравнение. Является ли этот пояс есть до сих пор, он находится исконно чеченских тейпов, из серебра, как говорится, и никто его не продает. Ну вот, я же тебе говорю. Ну вот и все. Да, возможно, конечно, и у адыгов, возможно, есть такой же. Я не удивлюсь, если есть такие же пояса были, и у кумыков тоже, возможно, были. Я не могу отрицать, что это... Да, мне задавали вопрос по этому видео, давайте сейчас я вам покажу. Положение yok. Gerçekten kurakçu. Gerçekten. Kurakçu gerçekten iyi gerçekten. Her pas metti gerçekten. Metti gerçekten. Короче, нападение. Так вот, сегодня многие скидывают это видео, говорят, что это якобы сделали в Ингушетии, якобы обстреляли и закидывают в основном наши соседние паблики, что стреляли и так далее и тому подобное. Шудукдаш, это не в Ингушетии, это произошло далеко за пределами Северного Кавказа. На улице лежит снег, это другой субъект Российской Федерации, ближе к федеральному центру. Поэтому хватит распространять чушь, хватит разжигать межнациональную рознь. И так ситуация не самая легкая, не самая спокойная. Вы закидываете, распространяете в
пабликах вот такую вот провокацию, ложь, говоря, что там обстреляли, сделали там что-то с чеченцами кто-то. Зачем вы это делаете? Я не могу понять ни в коем случае, не могу понять, для чего это делается. Вот, и поэтому, я не знаю, но это точно тоже происходило, это, блин, в любом случае, не кто-то говорит в Москве, то ли Подмосковье, но на улице видно сразу, лежит большой снег, люди ходят в шапках, в теплых куртках, любой человек может сделать, проверить это. А распространяют, закидывают, вот, я не знаю. Да вот посмотрите, мне прислали, по крайней мере, 3 или 4 паблика, которые закинули это. Зачем? Смысл в чем? Для чего это делать? И так неспокойное время, и так вот, я не знаю, честно сказать, куда смотрят правоохранители, когда вот занимаются вот таким разжиганием межнациональной розни. Если бы я, наверное, сделал, сразу бы позвонили, постукачили, настукачили, миллион раз сказали, что я разжигаю или я делаю. И от ичани, что и бош. Я этого вообще... Такие вещи я, честно сказать, не понимаю. Дуде на ровном месте фитандар жошбук. Занохчу, вала, мне сегодня 10-15 человек прислали это видео. 10-15 человек скинули это видео, я не знаю, как будто бы прямо поднимают вот эту панику на ровном месте. Еще мне вот прислали репост чьяш. Прямо вот там с репостами есть один пост, я его не загружаю, не собираюсь загружать его, по крайней мере. Но очень многие просили прокомментировать. Это Интерпол, нижний дефис, News. Собачка Интерпол, нижний дефис, News. И здесь идет дальше текст. А мы считаем, что чеченцы по гроб жизни нам обязаны за то, что... Идет перечисление. Я не говорю про грамматику. Грамматика страшное дело. Просто-напросто здесь, я не знаю, как даже можно было такое закидывать это или делать репосты. Первое. Они получили целых 2 района в 1957 году, Наурский, Шилковской. В благодарность за оставленный пригородный район Осетии. Клянусь именем Всевышнего Аллаха, никакого обмена или взамен пригородного района не был дан ни Наурский, ни Шилковской район. Входили ли они до этого в состав, вообще в Чеченскую область? Входили. Входили. Наурский входил в Грозненскую область. Не в ту Грозненскую область, я имею в виду во время Терская, когда была Терская область, входила эта верхняя часть. Шилковской район, это входил в Кизлярскую часть, он тоже входил в чеченскую автономию. Частично. И никто ни за какой пригородный район взамен никогда не давал. Покажите хоть один документ, который указывает это. Хоть один документ. А мы можем вам привести несколько доказательств того, что даже один из отцов-основателей Республики Ингушетии еще в 90-м году в Сердало написал о том, что такой осмеивающий данный пост, где говорилось, что взамен дан Наурскому району и Шилковскому району дал пригородный. Никто ничего не обязан. Кому он дан и как, мы прекрасно знаем. Второе. Мы всю жизнь страдаем из-за их авантюр. Двоеточие опять. Нас выслали в 1944 году из-за них.
странно очень. Очень странное заявление. Насколько я знаю, доклад, кто сделал и кто был ответственным в то время по НКВД, знают тоже прекрасно все, и фамилию знают, и какое отношение говорить. Я, честно сказать, не хочу. Не хочу никого обижать и говорить, по чьим причинам и по каким причинам выслали. Очень странно, знаете, очень странно. При последнем вот сейчас видео Мусы Зурабова он указывает, что у Сталина была ненависть и презрение было к ингушам. Но что он почему-то очень хорошо относился к чеченцам. Это тоже меня немножко, ну, в принципе, получается так, раз отдают чеченцам ингушские земли, про Сунжинский район речь идет, тогда получается, что он любил чеченцев. Однако депортация была, депортировали и чеченцев, и ингушей вместе. А причина очень простая. Причина заключается в том, что мы один народ, а не потому, что из-за чеченцев кого-то депортировали. Эту проблему еще историки будут разбирать, если на то пошло. Но это смешное осуждение, что выслали. Потом дальше идет. Дудаевы, Басаевы, Радуевы, террористы, ваххабисты. Это их порождение, из-за которых погибли тысячи ингушей и страдал весь Северный Кавказ и Россия. Странно, вы обвиняете нас в том, что всегда, что мы сегодня перестали воевать, что мы стали законопослушными, а тут заявляете, что сами весь Северный Кавказ страдал. А что, Чечня просила, чтобы начинали первую войну чеченцы, что ли? Разве чеченцы начали первую чеченскую войну? Это войну начали кучка пораженцев, которые хотела разворовать и развалить все наследие СССР и Россию. А не чеченцы начали войну. Поэтому вот эти свои сказки, байки, конечно, можно это было разложить, написать по этому текст, но дабы как бы не заниматься чушью, потому что больше я это назвать никак не могу. Дальше. Первыми погибли, преграждая пути танковым колоннам, и спасли их от истребления, запустив и приютив у себя 100 000, когда все другие закрыли перед ними свои границы. Во-первых, это неправда. Это полнейшая чушь. Это раз. Во-вторых, вы немножко, сударь, который написал вот эту ерунду, нарнийскую сказку, это не больше не назовешь. Да, мы знаем, там, что Горчханов первый переградил путь, что его вытащили из машины, избили, бросили на обочины, и от инфаркта или инсульта, что он умер. Это мы слышали много раз. Но что остальное кто-то приютил вас, как тут, от истребления весь народ. Ну, зачем такие слова? Если кто-то по-братски поступил. Во-вторых, в первую чеченскую кампанию без всяких проблем огромное сотни тысяч, не могу сказать, 1000 людей были, переселились, точнее, ушли в Ауховский район к своим братьям, к своему народу, ауховцам, и проживали, не платя ни единой копейки, полностью, никаких палаточных лагерей, полностью их приняли ауховцы, акинцы и другие, и кумыки, без единой копейки, без чего-либо. Это было в первую чеченскую кампанию. Вы немножко путаете, палаточный лагерь 2003, это вторая военная кампания. А в первую военную кампанию не то, что приняли ауховцы, приняли в Панкисе даже. Есть видео, доказательств, вот небольшое количество, но в Грузии тоже приняли беженцев. И в других регионах приняли беженцев. Как ни странно, Моздок, Северная Осетия тоже приняла беженцев.
Поэтому нам рассказывать о том, что закрыли все остальные, не надо. В Первую Чеченскую войну такого не было. Ладно, дальше что тут он пишет? Этот бред нарнийский. Так что, кто кого должен благодарить, еще вопрос. Они еще должны принести свои извинения нам и всей России, в том числе за все теракты их соплеменников, унесших сотни тысяч жизней россиян. И написано по скрипту. Это шпаргалка Калиматову для ответа. Ответит и просит всех патриотически настроенных сделать репост. И есть люди, которые делают репост вот этой, как говорится, байки и вот этой чуши собачьей. Мне, конечно, непонятно. Вот в этот момент многие люди, которые заходят ко мне в эфир и начинают говорить о том, что я там разжигаю или я что-то делаю, я вас прошу, просыпайтесь. Идите всем тем, кто это написал и распространяет это. Вот. Вы можете зайти к ним и написать, и кто распространяет это. И здесь написано собачка Ингтерпол, _news. Вот. Я видел вот этот репост у Новости Ингушетии, кажется. У них тоже они сделали репост этому. В Карачаево-Черкесии нас приняли, гордятся наши братья. Да приняли, везде приняли. Конечно же приняли. Я не знаю, вот когда я просто отвечаю на исторические вопросы, задающие в эфире, меня за это пытаются всяким образом сделать каким-то националистом, там, ненавистником других там регионов и так далее. Там. Но я этого никогда, такие вещи я не сделал. Просить прощения и так далее. Все, кто в основном повинен, они уничтожены. Они убиты. Ну вот данную лабуду, когда, ну такого никогда ни один из соседних субъектов не написал. Ни один. Я, да, цедел. Это ж стыд, это срамота какая-то, я не знаю. Я честно сказать не знаю. Башлам, эти организмы недостойны твоих... Честно, Ибраим, тут дело не в эмоциях. Вала, не в эмоциях, просто распространяет. Мне стыдно то, что остальные, даже не по крови нам, не родственные, соседние регионы видят это, читают это. Это же стыд. Это стыд, реально стыд. Я Амаду изделдал. Если даже все это сделали, ну разве могут братья друг друга упрекать в этом? 21 век. Нохчичу, Чеченская республика возрождается, строит, со всеми строит дружеские отношения. Десятки тысяч помощь и священные месяцы, и во время пандемии, шприцы, ИВЛ, все, маски, все отправлялись своим соседям. Все делали для того, чтобы помочь своим братьям, соседям по Кавказу. Я, честно сказать, немножко не понимаю. Я это не в первый раз вижу. Такое же заявление я читал в докладе, что когда прислали на священный, кажется, месяц, Курбан-Байрам, кажется, на этот священный для мусульман праздник, написали, что прислали для бедных людей мелкорогатый скот, сотни или не знаю сколько там, сотни или тысяча. Под этим лозунгом стихаря они в то время захватывали земли. Вот так написали в докладе. Как вам такое заявление? То есть, с одной стороны, мы наше руководство совершало благое деяние, а с другой стороны, говорит, военные в то время захватывали часть Галанчожского района, которая принадлежала не им.
такое разве пишут? Вы можете взять доклад, в этом докладе это все написано. И никаких проблем в этом нету. Маршу, вообще не смешно. Реально не смешно. Ола, не смешно, Хоша. Поэтому я, честно сказать, вот такие заявления, ну, видать, до сих пор тешатся надеждами. Звонить мне, писать мне, там, оскорблять, это ничего не изменит. Я лично башлам отправлял этих баранов тысячами. Ну вот, Муса, тогда тебе тем более знать, ты лучше знаешь об этом. Еще раз, уважаемые друзья, мы должны четко понимать, никогда не называйте никто, ни чеченцы, ни кто-либо другой, не называйте весь народ. Мы же не говорим за весь народ. Есть определенные люди, которые занимаются вот этой фитной. Моя дин он цеш моя хавиш. Салам алейкум. Валикум ассалам. Есум шукун бодик бисла. Валикум ассалам. Пишет сегодня, пишет после статьи, причем это статья, официальная статья из архивного управления, записки, архивные записки, мне их скинули братья-черкесы, я их опубликовал. Там говорится про чеченцев, нохчи, черкесов и осетин. И статья такая очень, в принципе, позитивная об этих народах описывается, что они там противостояли. И под ними один зашел и написал, типа, твоя фамилия Бузуртанов и так далее и тому подобное. Типа подкалывает меня. Я сбах, адец, аюбаси, фамилия, да. Почему? Потому что я никого не оскорбляю. Это вот написано исторический факт. Это раз. Я не называю никого, не оскорбляю никого. Да, Башлам, им лишь бы придраться. Вот элементарно. Есть вот этот рейтинг ЮЦА, алкоголь, трезвые там регионы. Потом есть рейтинг последствия, то есть, хотя, ну, алкоголь применяйте, да, где меньше всего последствий от этих, хотя там жертв, там, ну, понял, да? И в этом в начале описания этого рейтинга есть маленький так, заголовок. Там описывается, возглавили тройку лидеров в этом, кто он, в рейтинге Ингушетия, Чечня и Дагестан. Потом снизу уже идет на первом месте Чечня. То есть они что делают? Берут эту шапку, где просто описание, а уже чуть-чуть ниже есть нумерация рейтинга, понимаешь? Я опубликовал его, я опубликовал. Там, кто меньше всего употребляет спиртное, я опубликовал. Там нужно просто... Нет, ты меньше всего сделал. А Хамзаев выставил именно не меньше всего, а этот рейтинг не меньше всего, а именно последствия употребления алкоголя, смерти, вот это все. Хотя они пьют. А вот последствия. И рейтингу Султан Хамзаев, это ныне депутат, ой, Халк Трезвый России, это Зерцун. Возглавлял Трезвую Россию, да. Да, сейчас он депутат Госдумы. Ну, он, насколько он депутат же, да, он сам не, ну, ему кто-то знал, я уверен, что Инстаграм не он, у него есть админы, он депутат. И они что делают? Берут шапку, то есть там описание, лидеры, тройки лидеров, то есть Сунцага, ну, тройка лидеров это Ингушетия, Чечня, Дагестан. Потом чуть ниже на первом месте. То есть уже описание идет, то есть сама статистика внизу. Давай, чтобы я с аргументов и фактов взял официальную статью. Это официальная статья. Аргументы и фактов точно копия такая. Здесь написано, какие регионы в России самые трезвые. По данным доклада, первую позицию рейтинга трезвости регионов 2021 года заняла Чеченская Республика со степенью трезвости 13,31 балла. Второй стала Республика Ингушетия 13,35%. Третье место заняла Республика Дагестан
За ними следует Кабардино-Балкария, Балкарская республика, замыкает пятерку непьющих регионов Карачаево-Черкесия, сообщается в докладе. Не увлекаются алкоголем также Тюменская и так далее. И там ведут последние строчки рейтинга заняли Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ. Последний 85-й регион стал Приморский край. И там процентное соотношение. Я взял это с официальных. Единственное, здесь точно так же я указал. Вот ты, я думаю, ты видел эту статью, ты как раз писал. Вот здесь написано. Вот этот рейтинг. Да, я помимо этой статьи, официальной статистики, кто вот делает это, Нет, есть специальные службы, которые занимаются вот этими рейтингами. Я и там смотрел. Ты просто сегодня это выставил, а эта дискуссия идет уже третий день. После того, как этот Хамзая выставил этот пост, это началось. И чтобы вы понимали, валлахи, мы только рады, если Ингушетия будет первой. Дагестан первый. Если чем меньше пьют люди, просто сейчас вы скажете, бочо извож, хундует хайшо, шудух давар. А сейчас у султанах, Хамзаевых, вы из него сделали как последнюю инстанцию. А я вам объясняю, как он это выставил. Там в шапке Дудазин возглавили 3 республики. Потом снизу идет статистика. Посмотрите на эту статистику. Ладно, уберем все статистики. Включите голову и логику. В Ингушетии продают в каждом селе, в каждом городе алкоголь открытую. Продают? Продают. В Чечне продают? Нет. В Чечне продают в одном месте 2 часа утра. Или час утра. То есть можно... Да, с 10 по 11, кажется. Нет, с 8 до 9. Я смотрел. Рано. А уже поменяли, да? Я последний раз помню, с 10 было, до 11 да. было. Вот так было, как ты говоришь раньше. Ага. Сейчас еще раньше сделали. Хотя, то есть тут нету цели никого принизить или кого-то превысить. Просто надо говорить правду, как есть. Я просто говорю, я взял официально. И, Башлам, когда ты это говоришь, вот тупые настолько уроды, да, Алхуязюхайн, типа, ваши зато приезжают сюда. Я говорю, конечно, у нас есть и алкоголики, и наркоманы. Ну, а куда они ездят? К вам, потому что вы создаете условия. То есть, почему ваши к нам не едут? Задайте себе вопрос. Ты этим же подтверждаешь то, что я говорю. То есть, ваши, когда нечего ответить, ой, ваши там наркоманы. Естественно, есть среди любого народа наркоманы. Не надо бороться причиной. Проблема наркомании, проблема алкоголизма, оно, к сожалению, не ново для нас, не то, что не только в Магасе. Слепцовск, например, я знаю, что из Серноводска, вот ближайших с Ачхой сел, ездят именно в Слепцовск покупать алкоголь. Я вам больше скажу, сотрудники вот из Серноводска ездят в Слепцовск, перед этими алкогольными магазинами ловят своих этих людей и привозят обратно. Даже там это они делают. Аптечные, не аптечные наркоманы, они не из Ингушетии и с Дагестана, не в Чечню же едут покупать наркотики и алкоголь. Это происходит все обратную сторону. Если включите логику. Стоит, послушайте, ни наркомания, ни алкоголизм не имеет национальности. Понимаете? Бросай. Оно не имеет национальности, и это дело каждого человека. Там и не идет речь про национальность. Просто говорят, это мусоли, док и башлам. Ну, я опубликовал, потому что, во-первых, увидел эту новость в рейтинге, увидел, что один из трезвых регионов в России, это Чеченская республика. Для меня это приятно. Я поэтому опубликовал. Никакого подтекста или контекста в том, чтобы задеть или как-то там поменять ситуацию, у меня нету. Я взял официальные данные, можете посмотреть. Тут никаких проблем нету. Я даже не стану пререкаться по этой тематике. Ну, есть кто-то и пьет, кто-то не пьет, кто-то. Ну, прекрасно, что там же речь идет не только об этом. Получается, что в России в основном пятерку лидеров нужно говорить позитивно с каждой стороны. Пятерку лидеров, субъектов, 5 субъектов, то есть меньше всего пьет, кто? Северный Кавказ. Это же хорошо, наоборот. Да, это нет, хорошо. обязательно нужно судить это именно таким образом. Разницы никакой нету. Там, вы это сказали, мы это сделали. Да при чем тут это?
Да бог с вами, делайте все, что хотите. Послушай, Будьте... то, что в Ингушетии это происходит, сейчас ты пишешь Чечня, Ингушетия, Барыжня, мы прекрасно помним и нашу Чечню, и нашу биржу, так что не надо упрекать других. Да, в Ингушетии, да, Айдол не так справляется, но у них есть антилирика, просто гражданские люди, они пытаются и борются этим, не надо никого оскорблять. Мы помним прекрасно то, что у нас было до этой войны. Ну, я сразу, чтобы это еще раз, завершая, подытожим этот вопрос, хочу сказать, ни наркомания, ни алкоголизм не является какой-то национальным достоянием, понимаете? Это является национальной бедой всей других народов. Эта беда существует. Я еще раз хочу, что касается алкоголизма, давайте возьмем нашего первого имама Кавказа, шейх Мансура. Первый, кто противостоял и говорил, что нужно запретить мусульманам пить и надо это дело прекращать, был кто? Шейх Мансур. Возвращать или вешать вещи, которые потерялись, не красть, не воровать, повесить на стол. Были столбы, где люди, если что-то потеряли, могли подойти, взять. Когда это было? Это было при шейхе Мансуре. И об этом пишут не только чеченские, но и сами некоторые достойные русские исследователи. Беда с алкоголизмом была всегда. Я еще хочу вам, знаете, я когда учился на историческом факультете, был один момент. Во время принятия христианства, вообще имеется в виду, во время принятия верования, непосредственно православного верования на Руси, это было, если я не ошибаюсь, во время Владимира. Да, кажется, во время Владимира. У него стал вопрос, кем будет Русь, какой имеется в виду веры они будут придерживаться. Но это официально я вам говорю, то, что это здесь никакого нету под этого подтекста. В то время была мусульманская Булгария и православная Византия. Греция, Византия, вы понимаете, да, это часть, разделена на две части. Так вот, были приняты послы с Волжской Булгарии, мусульмане, были приняты и православные непосредственно с Византии. И он попросил время, чтобы каждый рассказал о своей вере, какая вера по менталитету подходит больше на Руси. Через определенное время, это описывается в истории, и говорится там так, что Владимиру очень сильно понравилось в исламе один пункт. Он очень любил женщин, и ему нравилось многоженство, что в исламе разрешено многоженство. Но все решил алкоголь. Дай мне доказать. Но дело в том, что в исламе крайне категорически было запрещено спиртное. И якобы на самом деле причина была немножко в другом. Во-первых, православная Византия была ближе по менталитету, и обещали они и им поддержать во время военных действий только за счет этого. Но, говорится, историки описывают, что Владимир сказал и принял окончательное решение перед представителями мусульман Волжской Булгарии и православной Византии. Он сказал, на Руси пили и будут пить. И тем самым он дал понять, что Россия примет православие, христианство. Правильно, если православие, наверное, более правильно. И поэтому он крестил, при нем крестили Русь. Само название этого султана конторы «Трезвая Россия», у меня всегда улыбка появляется, когда это читаю. Это официально, это, сейчас вам скажу, это, кажется, это вроде бы то ли 10 век, да, кажется, это 10 или 11, в этом промежутке, если я не ошибаюсь, может, чуть-чуть путаю. Я уже повесть временных лет, кажется, это еще с тех пор писали. Вот самые древние, как считается, записи у них начинаются с этого православного. Да, поэтому, да, кстати, и
Их насильно православие многих тоже заставляли. было Они языческие, дитлу столца. Хинца буцай рюкаешь. Да, есть у них есть. Их называют староверами, кажется, если я не ошибаюсь. Но Слава роду, боже мой. они поклонялись, главное божество у них был Перун. Ну, они вот живут ближе, вот в основном такие, это к Сибири ближе, там, если я не ошибаюсь. Не к центру, а подальше, вот к Сибири, в этой области. Джигурда Гергада, видите? Не знаю, честно Он сказать. тоже так был, это вера он придерживается, то есть язычество. И он, и этот рыжий, кто он, боец который. Вот из известных, вот они прям пропагандируют сейчас это. Ты Емельяненко говоришь? Что? Нет, являника православные. Да, православный. Рыжий дурачок, которого с Норвегии вон намордники домой привезли. Наверное, кто-то, не знаю. Но староверы, может, и не староверами их называют. Не, это не староверы. Не, староверы, это, кажется, старая вера. Староверы, их тут начали там громить, они уехали повсюду. В Америке есть большое село, где живут именно русские, то есть по происхождению староверы. То есть по миру нам обоныш. Это какие-то гонения. Дацик. Да, Дацик. Он, прикинь, его, короче, депортировать решил, и Норвегия. Он ударил этого полицейского, сломал ему челюсть в Норвегии. Потом, знаешь, как они его привезли? Спортсменщик, каски, гени, из гарвизора хавалыш. Надели этот шлем на него, и, короче, цепями. Да, я помню. Смешной варицар хавалыш. Я представляю, просто норвежцев надо знать, реакции. Он еще с пистолетом пришел сдаваться на Азуль. Пересек все границы, зашел в полицию Норвегии, положил пистолет. Есть видео, как снимают ухо, типа, принять высшее аббатство, убежище. Еще с пистолетом приперся в полицейский участок. Нормальный такой дебил, так сказать. Да, муромский Тарзан, муромский лиса, цапалицу. Да уж. Так Да, что, естественно, я думаю, здесь просто причина, я же говорю, причины просто ищут. Я не знаю, уже не знают, к чему придраться. Уже вроде бы по границам все решено. Башлам, смотри, вот этот пост выставил. Какой пост? Вот касаемо вот этой статистики. Просто знаешь, в чем? Сейчас это вот 3 дня мусолят. Вот сейчас ты выставил, те люди, которые за тобой наблюдают, я уже вижу так какие-то якобы, как это воспринимается. То есть, если эти люди убрали бы вот национализм свой, да, и эмоции, так, трезво, хайснар, они это как воспринимают? Якобы сейчас тебя, меня, нас задело, что Ингушетия на первом, и мы как бы вот сейчас начали выставлять Хамзаев. Во-первых, Хамзаев не является для меня таким авторитетом, не знаю. Я не знаю, где дело нету, не до Хамзаева. Не, во-вторых, если официальная статистика говорит, что Ингушетия на первом месте, она на первом месте. Если официальная статистика говорит обратное, просто опровергать дезинформацию и аж охуза эш бют олшук. Це ол аж ташай темен те бютшрай. Но когда вы касаетесь Чечни, извините, нам приходится вас присаживать. Иначе вас несет дальше, я не знаю, начинаете сочинять такие сказки, уши вянут. Да. Алейкум ассаламу рахматуллахи баракату. Честно сказать, я не знал, что 3 дня обсуждают. Вчера даже не обсуждали. Да, я позавчера устал от этого. Да, прикинь, когда им нечего сказать, понятен, у вас это делают, у вас зато вот это, у нас вот зато свободно. Вот, типа у вас, якобы у вас зато нет свободы. Я говорю, хорошо, пускай у нас ее нету, но какое это имеет отношение данной публикации? Это все происходит в комментариях у этого Хамзаева. Я говорю, мы сейчас говорим конкретно про эту статистику. Сам Хамзаев что говорит? Сам Хамзаев ответил? Да, Хамзаев вообще там не видно его, выставил пост. Я ж тебе говорю, это админ выставил. Хамзаев влазит, он депутат сейчас туда-сюда. У него, знаешь, у них же помощников дофига. Выставляет, например, Курбанов Руслан выставляет YouTube канал. Он и не депутат, он иногда
выкладывает такую шляпу адовую и с таким названием, хотя. И потом, когда ты начинаешь смотреть, типа пишешь, что лартауя, потом выясняется, что это админы. А почему пишут Чечня или Рамзан? Хотя вот это слово, то есть честные блогеры отвечают, мы это пишем, чтобы заманить просмотры. Человек видит слово Чечня, он сразу нажимает на просмотр. И тем более связано что-то. И причем 99% 99% из них получается, что это в основном наши и просматривают. Лохче худцы чавеш, чечня ваэль, а выехали отсюда, оля, че боли, что просмотришь, духаешь, выехал. Ну реально, делаешь, хотя тут сейчас есть и ингуши, и чеченцы, и порториканцы. Вчера один мой друг датчанин сюда зашел, и короче, там, он вообще понятие яцума, он дает. И сидит, короче, в эфире. Я думаю, просто чтобы вы понимали, к сожалению, среди нас тоже есть такие люди, да, лишь бы вот ногчах касаться дешхилча, типа, это мой идиот, но зато он мой босс. Ну, бусылбнай, диктачин. Если идиот, он идиот, неважно, он наш или чужой. А касаемо этой статистики, сейчас пытается вот, в личку цапхить тому язин, он типа оттел и галгай халбой. Валлай цо оттел, шудалар через один хафиш, да и валлай сон халгиет кматат. Сон он отлу, что аж эзхайр мелч, аж вообще цамелч. Но есть реальные факты. Да и, ну, скажите мне, что у вас там не продают алкоголь. Продают же. А в Чечне не продают. Вы говорите, зато к нам приезжают употреблять алкоголь, наркотики. Так ты попробуй приехать в Чечню употребить алкоголь и наркотики. Типа, типа, ты что предлагаешь нам, типа, ловить чеченских алкоголиков и наркоманов? Нет, не чеченских. Всех. И чеченских, и португальских, и ингушских, и дагестанских. Почему именно, как изюм из булочки, вы будете чеченских ловить, укир? Всех ловите. И не надо никого ловить. Не продавай арбузы. Никто не будет их покупать. С причиной надо бороться. А мухал хайм. Последствиями. Они любят всегда с последствиями бороться. Ну, я уже устал, честно сказать, и точно так же в исторических моментах. Да, тоже... это вообще тяжело, исторически, вот это вообще, просто тут вроде бы элементарно, да? Просто постарайся убрать эти, не знаю, эмоции, они больше женщинам присущны, чем у берсагмова. Эмоции, да, яхи, хай национализм, цанметти, да, или, то есть просто до холодной головы, логика, халате. Все, хотя бы на 2 минуты постарайся быть не нациком. Нет, тот человек, который хочет пить, он поедет, хоть, не знаю, хоть в Америку, возьмет себе и купит. И это проблема каждого человека. Не пьешь, не пей. Нет, смотри, Башлам, это тоже не совсем правильно. Например, я знаю, что в нашем селе стояли центры бухарики. Сейчас эти люди, которые бухали, там стояли, тюмнаш собирали. Уж габиезон. У них вот мазош, мяждик, то есть они поменялись. Из них 90% вообще перестали пить. То есть это хорошо влияет, когда нету алкоголя. Нет, я не про это говорю. А ты не слышишь Ты говоришь, поедут пить. Если, послушай, если человек захочет, он не остановится, поедет хоть в Москву и другое место. Я об этом говорю. А если тебе просто-напросто, тут другая психология. Если тебе все под рукой, раз протянул, достал, то, конечно, ты будешь тянуться к этому. Баслам, если ты хочешь бросить курить, и я тебе буду под носом ходить с сигаретой, тебе будет намного труднее даже бросить. Когда я буду дымом на тебя. Но это, нет, это сейчас совсем другая ситуация. Мы же говорим об общей статистике, правильно? Мы говорим о случае. А этот случай говорит о другом. Здесь говорит, опять же я говорю, каждый человек может увидеть в этом позитив или негатив. Позитив в том, что 5 лидеров, которые не пьют, не курят, грубо говоря,
Это кто? Это кавказцы. Значит, это здоровое потомство. Негатива вообще нету в этом. Понимаешь, вот в этом плане должно быть. А почему кто-то там, кто первый, кто второй? Опять же, я говорю, вот это видео, никто не разобрался, ситуация с таджиком это или нет. Закинули в новостные паблики, опять в Чечне там, на трассе расстреляли этого парня, в машине, ранили. Вала, я устал писать в личку людям, которые это выставляют. Макейс, если сейчас ради справедливости надо сказать, я тоже несколько раз выкладывал недостоверную информацию. Ну, валлахи, я ни разу это не делал умышленно. То есть, иш думаю, это на самом деле. Не, мне когда, допустим, я закинул, сейчас я скажу тебе, у меня было несколько случаев, я поставил, там написано в ссылке, официальная ссылка, написано, что это статуэтка чеченец, ползущий там с ружьем в руках. Я его загрузил, там это написано, там какой-то скульптор написал. Где я он закинул. Там, да, это небольшая скульптура, там ползущий воин типа с ружьем. И я его сделал статью про это, вот, что написали скульптуру 19 века, там чеченец. Мне написала представительница черкесского народа, она мне говорит, послушай, брат, она не пишет ничего, не оскорбляет, он наш на самом деле, там написано наша и так далее. Там, она говорит, есть официально вот эта статуэтка, есть каталог, в этом каталоге написано, что этот ползущий воин, это черкес. Да, хорошо. Я сразу, поскольку, хотя у меня была официальная ссылка с Фейсбука, со всем этим, я взял просто-напросто, удалил ее. Да, соцсети вообще помойки, надо искать. Поэтому, если кому-то что-то скажут, не нужно здесь находить край, я не знаю. И пошла, пример. Эти люди, которые нам утверждают про этот рейтинг, все как один ссылаются на пост Хамзаева в Инстаграме, как будто это последняя инстанция. وشو دخدار خمسة حقيقة يوم مهتي قويتشو ناس وأشو دولة حوسيش خمسة سيازينو تكستوس كابيرو واتين أس حقويتشن ميчаю. Понт Кавказ, понт нижний дефис Кавказ. Ползущие войска вообще были придуманы во время Кавказской войны, были придуманы чеченцами. Это был такой отряд, поэтому и бежали, и стояли. Тут не надо вот сейчас... Не, но он ради справедливости, смотри, смайлики поставил. Он типа... Да, улыбается. Это ничего оскорбительного в этом нету. Это один из отрядов, который показывал наиболее сильную, эффективную боевую способность. Кажется, Талхиг его придумал. Это у Талхига, кажется, был, да. Валла, например, Ермоловки. Представь, яхт, миномет, люди прям гни падает и щукой. И там у них возле вокзала было это. Я, короче, сам не знаю, как я там очутился в этот момент. Это бомбоубежище, что ли, при Советском Союзе, прям чушь, лестниц бокс, прям за вокзалом и Артига. И, короче, там чуят, и там мужики то ли покурить вышли, они там цуча борцыцы, гуляш. Швайб Мулат Центроевский, да? Возможно, я могу перепутать. Талхиг или Швайб, вполне возможно. И, короче, одним словом, когда начали бомбить вот эти снаряды, падать, один мужик, короче, ну, все легли, разбежали, он стоит, стрёмно, да, авиш гуача. Там ад индери чуя, что-то это. Травозоты атаки, Аллаху. Ермолов Маал, это Алханкала. Ермолов Маал, Рамазоти, Вот ты сам попался на своем языке. Ермолов, я Алханкала, Цанхайна, вокзалер, Грозный, Хайола, электричка, Алханкала, Заканюрт, Самашки, Сирноводск, Слепцовск и дальше до Беслана, Осети, чуя дорогой. Дочь вокзалер, Йок, элеватор, докер, промышленный, Цанхайна, Алханкала, я дико извиняюсь за Ермоловку. Я тоже не... Да при чем тут падать и не падать? Это глупость. И вы знаете, я всегда, послушайте, мне всегда было интересно вот эта тема во время, когда я смотрел советские фильмы, почему всегда там показывают, эти бегут, ура, там бегут с этими, когда другие сидят в окопах и десятки тысяч просто косили этих людей. Ну вот, что за глупость, в чем вот реальность, я не знаю.
А потому что по-другому никак позиции не занять. Это уже понятно, почему бегут. Нет, ну там нет. Это я узнал, что это просто жанр фильма такой, просто преподносили. Не, реально бегут. И Реально. штрафники, я знаю эту ситуацию, прекрасно знаю. Но в человека, нормального человека, который там, я не знаю... Но он прячется, да, Не прячется, там есть какие-то другие методы. Ну, бегать каждый раз, когда ты видишь, что... Башлан, Да, абсолютно верно, суетологи. Я знаю эту ситуацию. Нет, я про все фильмы, как не покажешь, обязательно бегут там. Есть каждый момент и по-своему, когда нужно бежать, когда нужно передвигаться. И мне рассказывали, реально, кстати, реальную ситуацию. Абхаш Идрисов, он герой Советского Союза, и само собой, войниша, цербяхейш, там тахели, абхажа, цигатван бина. Но они такие между собой, ой, азбо, то бак и боша. Абхаж Идрисов, он селение Комсомол, Бертке Ларуи, и хадица, там, Абхаж, туа мубина, туда-сюда, он герой Советского Союза. А он и Хампаша Нурадилова считались одними из самых, вот, как бы, выдающихся, вот, именно там, при Сталинграде они были. Если я не ошибаюсь. Вроде бы, да, при Сталинграде они были. Он рассказывает, он тоже как-то засуетился в этой суете, когда те отходили, то ли он не понял, то ли они ему кричали, а этот просто замешкался, остался. Все отступили. А он один остался в этом окопе. Я дал варианты очень, варианты, и он до конца начал отстреливать этих фашистов на этом одном и том же месте. Так он и всех там положил, всех, кто подпоступали, всех положил, понимаешь? То есть это получилось просто наобум. Не селил ситуация. Они между собой-то знают, там, это нету такого, знаешь, который лечи, масарил, это одно дело. А он обычный, простой ногчик, который не услышал просто отступление, не услышал, остался, и ему пришлось до конца, он там стрелял фашистов, кстати, живым, невредимым, он Уецевич Сакачели. Так что вот такие вот пока были ситуации. По жизни бывают разные во время войны. Вредный ворыс башла. То есть он садился на лавочку, и в лирах постоянно. И садился на лавочку, и любой человек, который проходил мимо, то есть без его, колкости и замечаний, то есть там и кошка не прошла бы. Кто смасан от очби. Это, улица, мужик, он в то время из армии приехал. Приехал из армии, этот сидит на лавочке, как обычно, щитаник выстрел, уэч. Я уэдак, хатикает нахши. Хамичауэр, эл гушмаватсон. Ухо, армии Варсова щелч. Хамичауэр, хэттен, Дальний Восток, варэлч. Ой, кузардин, ацавик, чхикивик сагвацертер, эл вохсаг, ухо. Ваши самоуатер селч. Аз бхэрсон, хайхтяш, худит кдарцер, барба. По-любому, аз бхэрсон, хайхтяш, худит кдарцер. Да, Бакар, я говорю, реально, он просто, он до конца начал отстреливаться, просто варианта не было. Кто побросал, кто убитый, он не услышал во время отступления. Даже про фронт спиртное Башлан пишут, 100 грамм фронтовых. Даже на фронте, да, везде алкоголь присутствует. И 100 грамм с фронтовых. Давайте не затрагивать ненужные вещи, особенно касаемо Великой Отечественной войны. Мы от этого очень сильно пострадали. Не стоит забывать, что у нас есть великолепные представители нашего народа, и Молдови Саитов, и другие. Пока они воевали, их семьи... Это мы знаем, но речь не об этом идет. Потому что есть фронтовые. Мы что, не можем об этом говорить? Да мы можем, мы все это знаем. Сейчас не об этом я говорю. Вот у тебя вот обязательно, ты вот реально, может, ты подождешь, пока я расскажу? Ты вот постоянно свои лимиты ставишь. Вот я не знаю, вот у тебя, походу, вот эта болезнь, знаешь, немножко распространяется на тебя тоже.
Ну да, бывает чуть-чуть. И потом, короче, во время как раз-таки Великой Отечественной войны, когда воевали, есть много описывали. И мой дедушка, у меня дедушка дошел до самого Берлина. И после Берлина, когда он узнал, что домашних депортировали, несмотря ни на что, он сдал оружие, хотя, говорят, непосредственно его капитан или кто там бывает выше по званию, они просили, дамову, короче, они, вот эти капитаны и начальники, зная всю эту ситуацию несправедливую ситуацию, что депортировали чеченский народ, они многих непосредственно прикрыли, меняли имена, называли их татарами, называли их кумыками, русские имена давали. Этот же отказался менять имя. Авторханов. Авторханов, ты имеешь в виду тот, который в Германию уехал? Да. Нет, ну я тебе говорю про Это регулярно. Ты говоришь, что люди меняли фамилии. Я вот про него Не вспомнил. фамилии меняли, я говорю, имена меняли специально, чтобы их прямо с фронта не забирали, не отправляли в депортацию. Ну, Я вот тебе именно про это из-за говорю. этого, Башлам, смотри, представь, у него могла быть Валикум шикарная карьера. Он, короче, из-за того, чтобы... То сейчас добровольно в Казахстане давал искать своих этих родственников. То есть, это, я сейчас не помню, кто был его учителем, каким-то профессор, вот. Где-то я читал, что, типа, ну, не будет он ничего менять, типа, и уехал туда. Охуя, знаешь, Башлам. Рамазотти, Хаэфирик, контракт с сыном. Обличло, шварваш, высосох. Да, я никому ничего. Кто запрос отправляет, я принимаю. Причем тут контракт, не контракт. Контракт, я знаю, G2 Орцевелла, G2 босна, Кир Шусайер. Ёж, лахара ярятся, хуй наук. G2. ДНК? Да, ДНК наук, оргияш наму, буяш. Хочу, запрос, это حكمت контракт, да, цохопринет, واحد гвах. ВЕО 1919, не посиделки. Посиделки бывают у бабушек. Кого не нравится, тот может просто попрощаться и уйти. У вас есть прекрасная возможность пойти в другие паблики, посидеть там и поговорить. Давление Галил Шмаца. Это великое время 1448. Да, я знаю время, я по часы говорю там. Обычно вот так ты, Рамазотти, меня опять же перебил, не дал мне рассказать до конца. А совмешь бич вот так? Рамазотти, ты реально бы вроде не пьющий, не курящий. Алейкум ассалам, Исрапил. Я не знаю, ты реально пытаешься меня добить, походу. И Аюб Зубирович задонатить. Аюб, да, кстати, я скоро обязательно сегодня, если успею, сегодня хотел опубликовать про Байсангура Биноевского еще одну эту книгу, как раз, чтобы многие поинтересовались, нашли себе и название, и прочитали, что все-таки по этой книге Бойс Харбиноевский был в Гунибе. Но благо это не чеченец написал, и то хорошо, я о нем писал, но ссылки делал, но саму книгу не показывал, поэтому книгу тоже напечатаем. Это раз. Во-вторых, что я хотел сказать, про портянки я не рассказывал, быстро сейчас закончу. Вот многие, я говорю о достоинстве тех военнослужащих, которые воевали в Великую Отечественную войну, зная несправедливое отношение к чеченскому народу, они прикрывали своих сослуживцев, которые мужественно воевали и защищали свою родину. Вопрос сегодня, только я вас прошу, не надо писать, мы бы сегодня ездили на BMW, на Mercedes, если бы попали, не надо только. Да, еще неизвестно, кто что, чем бы занимался. Ну да ладно, они
несмотря на все это, на свои полностью, почти что у моего дедушки была грудь в орденах, там награждения всех. Шадек Дитадитин сдал оружие, взял свои награды, уехал в Казахстан. Запомните, несмотря на то, что он уехал в Казахстан, он дошел до Берлина, все у него документы были, даже ему было запрещено непосредственно передвигаться. Ну, там, они в одном переселения. селении могли, да, передвигаться. Но там есть там некоторые моменты, чутига, пропуск, шалаба. Да, царам тига, сдаются дать, как у там цацию, межгиш, да, кер, чуваш, тац, варианчали или на царь, шейчант, это было, да, конечно, момент, что еще. Ну, это было, реально. Через улицу не мог пойти, например. Вот, и он нашел все-таки, сперва не находил, что Зудаяли, что Корящи, что, ну, добрались до своих, насколько должно быть. Кстати, мой дедушка, самое интересное, знаешь, что он начал войну с русско-японской войны. То есть он не сразу пошел на фронт, там, туда, в сторону Берлина. И рассказывают, старший его брат то ли ушел добровольцем, то ли потерялся. А эта машина собирала добровольцев. Прямо и рабочая. Он воевал в Маньчжурии против Японии, потом оттуда вот с той стороны полностью ушел и до самого Берлина дошел. И таких, я к чему это говорил, когда вы осуждаете или оскорбляете, ой, дука, дук инзри, дука, ой, кон, ой, дейш, тише, едино. А то, что Сталин или Берия, этот ублюдок, который просто, я не знаю, греть ему в аду и всем, кто его любит и поддерживает, и всем, кто носит вот эти футболки. Сталин сказал, Дин Мабахевой, в твоей соседней истории, типа, шалат на Сталин свой ходил. Да чушь собачья, Сталин его и расстрелял в конце. Нет, представь, какой надо быть мразью, чтобы написать, что чеченцы должны благодарить Сталина. Нет, там, знаешь, там какая тема. Я еще раз говорю, и сейчас норницы очень сильно используют, показывают с книги одну оду, написанную Сталину. Это в советские времена, то, что написали чеченцы. Было очень сильное поверье, но из-за нашей безграмотности, честно тебе скажу, было такое понятие. Они говорили как? Я тебе говорю, Рамазоте, на полном серьезе, реально считали, взрослые люди, они говорили, сам Иосиф Сталин, поскольку была очень сильная пропаганда, они говорили, сам Иосиф Сталин не знал и не влиял на политику. Вот это все подставу, чтобы депортировали чеченцев и ингушей, была непосредственно эта операция была сделана Берией. Берия, тварь, враг чеченского и ингушского народа. А Сталин не знал. И если вот у них было понимание в то время, если сейчас наши письма или наши там на гармошке сыграют или песни, фольклор напишут про Сталина хорошо, он увидит и за благодарности он вернет обратно домой чеченцев и ингушей. Вот такое было понимание. Царь хороший, бояре плохие. Взяли вот это письмо, вот, и мне самое интересное, они говорят, Сталин за то, что любили Сталина, якобы Сталин отдал чеченцам земли, а чеченцы ему взамен пели вот эти песни. Ему там массово, чтобы хоровые пения никто не устраивал. Было понятие, у людей думали, вот если они хорошо споют, и все. Коммунистский айдол красных, кто принял на Кавказе с объятиями? Хороший ты человек. Ладно, давайте теперь о хорошем. Ну и все, слухаду, шлука, шадык. Хочу, нет, не хочу. Сейчас это невозможно, пока есть Милвали за Рамазоти, но я вам потом покажу. Его книга, Юйца Байсангарали. Байсангуль Биноевский. Название ходится. Подожди, я напечатаю, увидишь статью. Хорошо. Хорошо? Интернет-чай. Я не знаю. Это старая книга. Самое интересное, что эта книга написана, запомни, когда чеченцы еще были в депортации. Отцелкайне. Да.
во время депортации, это в 53-м написано, начиная с 40-х годов, он, говорят, собирал материал, и в 53-м закончил вроде бы. Но мне очень интересно, откуда он собрал материал. Не, смотрите, Башлан не некоторые... говорил, что Сталин не знал. Он имел в виду, что были дебилы, Нет, которые я не так говорю, что считали. Сталин шую от Элаш. Я имел в виду, что у людей было понятие. Мол, конкретно альбом. Ой, бой, ой, бой. Бой, Казах, малар. Галошам приехал на Волге, уехал Казахстан полхой, Олвар. Казах. Галошах приехал на Волге, уехал Казахстан полхой. Ну, типа, я видео сделаю. Ибраим, про что? Если есть вопросы по этому. Кстати, я хотел показать, ну... Эмилу Башлами, YouTube лайв. Говорится, Ибраим, хажа. Послушайте, есть братья, которые донатят. Огромное им спасибо. Без вашей поддержки было бы никак. Но есть другие братья, которые помогают иначе. И я сейчас хотел вам поделиться с вами. Рамазо, чуть-чуть. Посмотрите, какое сокровище пополнило наш эфир. Ну, кроме Хасана Бакаева. Смотрите, какие книги. Это книга Броневского, «Кавказцы». Книга. Год, 30 какие там, 800. 1750-1820. А то атлас своя, синяя. Собордела, я тебе все сейчас освободишься. Книга, сама книга написана в 1823 году, Москва. Вот книга, смотрите, это вот очень, которая возьми, там... вот он, синий атлас. Смотрите, книга «История Чечни с древнейших времен до конца 18 века». Яуза Ахмадова книга. Книга Александра Дюма. Кстати, видите? Дюма? Дюма. Да, хорошо, бело. Кавказ. Это еще не самое крутое. Сейчас я вам покажу дальше. Как сильно пополнилась наша. Книги мощнейшие. Смотри. Книга, которая называется «Проблемы происхождения нахских народов». Проблема? Да, проблемы. Самое, знаешь, интересно, где она напечатана? Шатой, 1991 год. У нас Шатой книги печатали. Послушай, это еще не самое страшное. Знакомьтесь, книга называется «На Ассу через Арамхи». Написала Агибалова. Там есть все башни Ингушетии. Какие они были, сколько их было. Книга бомбическая. Ладно. Это история. И атлас, гахажита, атлас, сейчас это почон, собор, дел да, бисмилдахи. Вехи единства к 200-летию добровольного вхождения Чечено-Ингушетии в состав России. Есть такая книга. Чечено-Ингушетии? Да, Чечено-Ингушетии. Я еще ее не прочитал, но думаю, там есть... Когда мы это вместе добровольно куда-то входили? Это советская книга, что ты хочешь, блин? Советская? Конечно, советская книга. Ну, советская история. Попробуй, 300 лет назад по пещерам смогли. Попробуй написать. Подожди, я сейчас показываю по очереди. Потом. Природа и хозяйство Чечено-Ингушской ССР. Рыжиков. Видишь, такая книга. Ты вот эту говорил книгу? Да. Она причем с картами. Здесь химическая промышленность, нефтедобывающее, народное хозяйство, население. Я думаю, что мы очень... Охрана природы, животный мир. То есть скоро будет жётенько, как говорится. Дальше. Адвокат. Так тебе и надо. Следующие вопросы. Послушай, самая четкая книга. Вопросы по этике. По этике это одно слово. Не этика имеется в виду. Вопросы по этике и жанровой классификации чеченских. Советская книга. Только чеченских героико-исторических песен или Грозный 1984 год. Четкая, мощная книга, причем не маленького объема. Это тоже. Только чеченских, тут непосредственно исторически, да, про героев. Но дальше. Памяти и подвигах славах
Виноградов, тот самый Виноградов, который ненавистный для многих людей, о славе и подвигах о славе написанная книга, тоже Бабик и Виноградов написал под редакцией Гриценко, которого так любит наш... Да, короче. Ну, Колокольчики. И здесь... Да, колокольчики. А ну, колокольчики, предскажем. Без него было бы скучно, клянусь. И книга, которая понравится моим этим нордейским друзьям, ну, хорошо, не нордейским, труды Терского общества любителей казачьей старины. Ткачев. И знаешь, как называется книга? Я за все время первый раз вижу. Ингуши и чеченцы. В семье народности Терской области. Ты должен понимать, насколько четкая эта книга. Четенько. Книга сама 1911 года. Как раз таки здесь будет очень много и про Сунжинский район, и про все. И знаешь, как самое интересное? Прямо на заголовке вот эта книга. Вот она. Она толстая такая, старенькая. Знаешь, что на заголовке, вот на титульной странице написано, Рамзан? Не спи, казак, во тьме ночной чеченец ходит за рекой. То есть книга еще не началась, ее даже не открыли, понимаешь? Уже Бабаевич Букович. Я сразу вспомнил, во тьме ночной Зеленый чечен ползет на берег. Слушай, ты «Зеленый фонарь» смотрел? No. Фильм? Да. Во тьме ночной при свете дня сблуди укрыться от меня был. Есть голливудский фильм, там прямо почти что один в один написано. Не спи, казак, во тьме ночной, чеченец ходит за рекой. Александр Сергеевич Пушкин. Это выпуск, второе издание. Они своих детей так пугали, да, бишошка. Там дальше вообще жесть, жесткая такая жесть. И самое интересное, знаешь, я эту книгу начал читать в основном. И здесь статистика. Статистика за 1900. Это начало 21 века. 20 века, Бяхмавилаш. Знаешь, вот, чтобы все услышали. В Терской области живут не одни ингуши Бахцу, Ладуа, из числа инородцев. Помимо, говорит, 222 189 человек терских казаков, 232 048 прочих русских в ней проживают. Это в Терской области. Но самое интересное другое. Теперь идет общее количество людей, которые проживали. Книга 1911 года. Чтобы ты понимал, очень хорошо каждый из вас, дорогие мои подписчики, должны услышать количество людей, которые проживали в то время. Послушайте. Осетины 124 480 человек. Кабардинцы 99 124 480 человек. Осетины. Офигеть. Кабардинцы 99 045 человек. Нагайцы 36 152 человека. Кумыки 31 384 человека. Остальные горцы 36 408 человек. И только потом уже он определяет, это прямо так классифицировано. То есть и градация стоит так. Ингуши это 1911 год, начало 20 века. Ингуши 53 117 человек. И чеченцы 226 850 человек. Почему такие большие цифры пошла? Прикинь? Ты же про одну область говоришь. Но это, вот я тебе, чтобы ты понимал, начало 20 века. Амчаши миллион, чему ты видите? Нет, здесь нету даже миллиона, братан. А хуй здесь? 120... Я реально отчулдух будем отерсон тебя. В общем, берешь там. Нет, 100 тысяч осетины, челюсть обвисла. 124. 124. А их два раза больше чеченцев, чем осетин. Но не забывай, что в это время там мы-то воевали в основном. Ну да. А осетины в это время мало воевали.
чтобы Ну, ты понимал. Осетин, шмасна, чутяч, Ну, вот книга это, везде нормально. это официальная статистика. Смотри, если мы возьмем 220, 400, ну, грубо говоря, 460 Ну, тысяч. это Терская область. Терская область, вся Терская область. 460 тысяч русских разных, плюс 120, это где-то 560-580 с осетинами, плюс 100 тысяч там, плюс 30, 90. Ну, это где-то итого 900 тысяч колонн без чеченцев и ингушей. А вот уже с чеченцами и с ингушами будет миллион, где-то 200 тысяч. Вот с 50 тысяч, Во всей? В 911-м? Ну, Конечно. 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 Вне всякого исключения, это 1911 год, братан. я Само говорю, собой. поэтому там Орстой, наверное. Само собой. Ну, дальше, самое интересное. И идет потом дальше. Конечно, воевали осетины. Смотрите, бегите, Осетин даже в русские. Кавказскую, да, пошла в Дом Обинцар? Осетины? Да. Да, воевали. Не все, конечно, воевали, но воевали. Не все. Там отряды были у них. Ну, вот даже во времена шейха Мансура говорят, что некоторые мусульманские мусульмане и осетины воевали на стороне шейха Мансура. Небольшое количество. Я не знаю, кто точно указать. Может, эти те самые Дударовы, или как их там фамилия, которые из нас ушли, там оказались. Но это как бы надо исследовать. Дегорч. Дегорцы, да. Дегорцы в основном. И тут дальше. Что за народ? И там дальше идет. Бегите, русские девицы, спешите, красные... Да дай мне досказать. Бегите, русские девицы, спешите, красные, домой. Чеченцы ходят за рекой. Это Пушкин. Дальше. Злой чеченец ползет на берег, точит свой кинжал. Это Лермонтов. И сразу... Да, там уже дальше... Здесь нет, здесь не абы кто, там следующее свидетельство академика Будкова идет. Мнение генерала Ермолова лучше не зачитывать, потому что там уже ничего хорошего, конечно, нету. И честно скажу, я вот дальше искал свидетельство генерала Бримена здесь есть. Вот в этой книге про кабардинцев, про чеченцев, очень много написано. И, кстати, здесь это времена как раз-таки будет много нового интересного. Это следующая книга, чтобы как... Это еще не все книги. Вот такие вот архивные документы наши братья, наш брат Лема задонатил. И причем за что ему огромное. Книга Адольфа Берже, Адольф или как его там звали? Берже, и это Тифлис 1859 года книга, это вот одна из его книг, она вот такая. Что там, доходчиво, я знал, что да, что интересно. Но больше считается, что в советское время считалось, что самое большее материала, кроме как Берже, так сильно много никто не написал про чеченцев. Вот нету ни одного ученого, который бы так много написал о чеченцах, который знал так много. Ну да. Дальше. Но он же как бы это... Дальше. Тут есть еще очень четкая, мощная книга. Книга называется «Кое-что о чеченцах». Видишь? Книга очень-очень такая старая. Это раритет, я бы так сказал. Важное из-за О. Да, кое-что о чеченцах. Чечня, чеченский набег Мансура, Шамиль. Книга бомбовская, все только о нас, все вот это самое интересное, что эта книга еле-еле. Ты про книги говоришь, как мой друг, он машины продает, из Германии гоняет, как он любую-то рухлить впаривает вот так, да и то из братан, ну, у меня машинами гордиться и хвалиться не могу, у меня машин нету. Но он их продает, поэтому... Ну, извини, я книги не продаю, это для меня, это вот настолько, это здесь, эти книги, они на вес золота, потому что их нету вообще сейчас. Особенно вот такие вот книги, которые... Дальше у нас идет книга
История Чечни и Ингушетии. Кстати, вот эта книга очень сильно пользовались во время истории. Мансури Шамили Мауци, да. Да, конечно же. Первый имам Кавказа и последний. Название хуется. История Чечни и Ингушетии. Без всякого презрения. Чечни и Ингушетии, видите, я нормально вполне отношусь к своим А почему соседям. там Ингушетия и там нарисован Мансури Шамиль? Нет, это же написано в советское время, братан. Всё. Чечена Ингушетия была в то время. Но здесь есть башни. Кстати, башенные памятники Чечни прямо так и указаны. И они чеченские в основном, которые здесь указаны. То есть фотографии башенных комплексов. Кузнечная, комната хозяев, яма зернохранилища. То есть фотографии есть на нем. Башенный комплекс Эрзи есть здесь. Вот. И причем ты удивишься, фотографию нынешнего Эрзи и фотографию, которая здесь. Во-первых, здесь 4 башни полуразрушенные, то есть без верхних макушек, вообще нету их. 2 целые, 1 без верхней самой макушки, все. То есть не 7, не 8 целых башен, как сегодня. Хотя многие говорят, что не реставрировали, а на самом деле реставрировали. И очень даже Шамиль с реставрировали. большой буквой я знал. И не просто, не только Чечня пишется с большой буквой, но и другие народы. Здесь эта книга Ахмадов, Яуз Ахмадов имеется в виду, Шарпуди Бачуевич Ахмадов, да, Гешлоцун, это бывший мой преподаватель, Асталов, он живой еще, и Исаев. Исаева он у нас не преподавал, остальные 2 преподавали. Из 4 2 я знаю. Вошла без варя преподаватель, да, Гешлоцун, Аллахай. Тамар Билал, Цинда, Вархай. Фамилию назови. Он был профессором исторических наук. Хазбулатов Асланбек Имранович? Нет, он умер в Ташипошау. Но если фамилию не назовешь... Именно Нохчи Муатвой, Нохчи истории Гуманори. У него жена, этот ректор, по-моему, Тамара Билална в педагогическом. Не знаю. Следующая книга, вот она, называет, автор ее Саид Чахкиев. Книга называется «Причастность». Вот это следующая монография. Потом Рыжиков, «Жемчужина Северного Кавказа», если я так правильно понимаю, это Казиной Ам. Видите, вот такая книга. «Жемчужина Северного Кавказа» написано. Я их вот так пальцами держу, чтобы очень... Да, это про Казиной Ам. Здесь все про него, глубина, водный баланс. Я надеюсь, что здесь мы найдем интересное. Все-таки эта книга написана, сейчас посмотрим год, будет известно. Ага, здесь она уже, да, думаю, что можно будет узнать это время до передачи части Казиного Ама Дагестану. Потом следующий, есть еще одна книга Берже, «Чечня и чеченцы». Но это уже следователи. Да, вот, есть она тоже такими маленькими буквами. Следующее, это средневековые, смотри, средневековые погребальные памятники Чечено-Ингушетии. Вот такая, это вот четкая такая книга тоже. Видишь, здесь очень много интересного, то есть здесь найденные... Не, Лаша, это очень важно. Здесь план, инвентарь, все, где, какие археологические раскопки были. Кстати, Виноградов и Мамаев. Тот самый Мамаев, которого недавно убрали наконец-то и поставили представителя нашего народа. Надеюсь, что не в обиду, конечно, но чеченской археологией должны заниматься те люди, которые относятся к этому. И здесь очень много интересного материала. Друзья мои, братья, и мы это все опубликуем, да, ага. Так что я же поэтому говорил. Конечно, есть еще и вот такие вот вроде бы простые вещи. Вот, есть такой атлас, 9 класс, это того периода. И вот есть... 9 класс, школьный... Да, это школа 1987. Кстати, там бывает очень интересный научный материал. И атлас истории СССР за 9-10 класс. Вот такие старые. Вот, как говорится, вот это.
И есть еще одна. Путь к художественной правде. Так и называется. Путь к художественной правде. Вот эта книга. Сейчас у меня есть еще появились карты. Художественная правда бывает. Путь к художественной правде. Книга так называется. Заглавие такое. Арсаханов художник и безязычный рецензент, безязычный, а автор Туркаев, некий Туркаев, становление реализма в чеченской литературе и так далее. Типография будет, наш чеченский. Грозненский, да, Грозненская. Я так думаю, что Грозненская подойдет. Да, Грозный. Грозный, вот такие вот великолепные книги. Чтобы показать. И здесь, конечно же, ряд карт. Карты, которые... Одна карта мне очень сильно понравилась, но я покажу. Вот смотрите, вот такие карты. Видите? Здесь Чечено-Ингушетия. Сразу там вам животные? говорю. Да, то есть какие животные, в каком районе обитали, где какие там... Шакал, есть шакалы на реке. Ну, зря ты спросил, надо было чуть раз. На Асе есть, и где еще есть шакалы? На Аксае есть шакалы. Вот, Волки, Наурский, Шелковской район. Да, волки везде есть сейчас. Нет, я имею в виду на этой карте. Ну, и Тумкалинский, Шаройский район, это вот эти туры. Свободела, чтобы не ошибиться. Да, шакалы. Прикинь, реально шакалы есть. Зря ты спросил у меня. Ну вот и все. Даже не надо тут определять, где. Я Нет, просто пошутил. Собордела. Я прошу прощения, Везри. На Ассе и на Аксае очень похожи друг на друга они были. А это волки. Асса волк, Аксай волк. А шакалы находятся на плоскостной территории, в степной части. Это Шилковской район. Шакалы везде есть. В основном степь всегда. Да, на степь нет. По горной части нету шакалов. Зато есть рыси, медведи, ну и, короче, это много. Какой год? Это зоографическая карта Чечено-Ингушской ССР. Это 1982. Ну, смотрите, из перечисленных, что есть. Тур, серна, косуля, олень, сайгак, медведи, рысь, волк, шакал, кот лесной, кот камышовый, кабан, лиса, корсак, куница, заяц, тушканчик, хомяк, суслик, мышь, гусь, утка, трофа, фазан, тетерев, улар, орел, дятел и ящерица. Интересно, где дятлы? Блин, ты в жизни не поверишь, где дятлы. Но я не буду, где дятлы находятся. Змеи. Я клянусь тебе это. Так, карта распределения осадков на территории Чечено-Ингушетии есть еще одна. Знаешь, от чего дятлы умирают? Вот. Не от сотрясения мозга, я знаю. Ну, что надо было обязательно, не знаю. Понятное дело. Так, ну... Стучать. Да, кстати, сейчас, подожди. Так, природные зоны Чечено-Ингушетии. Вот, смотри. Природные зоны. И вот самое интересное, что есть карта, я хочу показать, это очень важно для Орстхуай. Орстхуашин важно. Ну и почему, я объясню. Как раз возвращаясь к Орстхуай, почему я говорю, это непосредственно Руслан Арсанукаев и теория Руслана Арсанукаева подтверждается по этой карте. Ну, здесь осадки, опять зверье, и вот их где-то 6-7 карт, и все они вот в хорошем состоянии. Ну, благо, ладно. Дальше смотрим. Есть вот такая физическая карта. Вот она. Физическая карта. Видишь? Она есть и в книгах, и в компьютере. Но что интересно в этой карте для непосредственно нам, как кто занимается историей, интересно, что я хочу сказать, Рамазоти, вот помнишь, многие говорят, что именно Орстхуай заселяли Черные горы. Мы много говорили о Черных горах, потому что в основном Орстхуай находились в Черных горах. И вот считается, что они, вот именно каста Орстхуай находится в Черных горах. И почему-то... А почему пошла в Черные горы? И вот я тебе вот самое интересное хочу рассказать.
Вот самое интересное, как говорил и Руслан, наш ученый, историк, археолог, Руслан Арсенакаев, и я полностью поддерживаю его теорию и гипотезу, которая у него есть. Когда мы говорим о Черных горах, у нас представление, что это вот именно Карабулаки название получили, вот Черные горы и Меткери, они считают, что они начинаются вот только заканчиваются в промежутке вот этого Галанчорского района, и все. Вот Инс Ашбол Меткери, вот, который сейчас оспаривался с нами, вот и момент и Меткери между по Фортанге, вот только там Черные горы. Самое интересное, знаешь что? Черные горы еще в те советские времена зафиксированы. Знаешь, откуда он начинается? Черные горы — это место, которое, этот ареал, это целый редут. Это первое защитное боевое место, крыло, грубо говоря, которое защищало от плоскостных кочевых племен, которые нападали. Это начинается с местности недалеко от Галашкиева Меткери, Галашки, недалеко от Ассы, и заканчивается, знаешь где? Заканчивается Сесна. Хребет мой, Полностью, вот так он дугой идет, вот на карте он есть. Да, вот, это видишь, хребет. Вот видишь, полный. написано, видишь, смотри, Черные горы, вот Сейсан. Вот эта вся гряда, Почти вот эта вся Дагестане, конечно, он и говорил, Руслан Арсенакаев, поэтому же, говорит, по этой версии Уарсхуа не является Карабулаки или Уарсхуа не является отдельно. Они проживали по всей территории Нохчичуя. По всей территории. Это часть нашего народа. Полностью это вот именно хребет, который с плоскостной территории. Это включается туда, не входит туда Шали, Атаги, Урус-Мартан, Ачхой-Мартан, не входит туда. А все, что выше них, выше Ачхой-Мартана, выше Урус-Мартана, выше старых Атагов, выше Шали, выше Курчалоя и до самого Сесна, до границы, включая Ауховский район, все Черные горы. Представь, не? Ну, короче, монополия не прошла. Черные горы. горы. То есть эта карта вот именно этим и интересна. Карта... Интересно, почему они черные? Почему их так назвали? Густой лес. Да, там они были... Зеленка была очень сильная. И здесь написано, это невысокие горы, возвышенности равнины от 300 метров до 1200 метров. Теперь понятно, это из-за леса. Смотри, дальше идет следующее. Это идет средние горы, к которым относятся, это альпийские луга, которые мы называем пастбищеские. Они начинаются с Галанчорского района и заканчиваются Чеберлоевским районом. Они относятся уже к средним горам. Высота от 1200 метров до 2400 метров. Понимаешь? Это уже которые... И высокие горы, и кто к ним относится, к высоким горам? Это боковой хребет, так называемый. Это часть, это Джайраховский район, это дальше идет Галанчорский, Итумкалинский, Шаройский. Тут тебя пишут, я сейчас тебе покажу эти горы, запусти меня в эфир. Центровской. Ой. Центровой, я не могу сейчас... Запрос, Запрос, я. Видимо, он на этих горах сейчас находится. Реально. Я не могу тебе отправить. Запрос я тебе отправить не могу, Центровой. Ты можешь сам отправить только запрос. Вот запрос получил. Вот. И вот, как видите, на этой карте, видите, вот эти коричневые, это самые высокие горы. Коричневые. Вот эти пастбищные, это альпийские луга. Они относятся уже к средним горам. Черные горы, это уже от 300 метров до 1200. И равнинная территория, вся зеленая территория, это равнина. Ты слышал? То есть это вот как бы карта... Мечады говоришь. Урок географии. Başla. Урок географии. Сурца, geç görüşün. Да, история, география, мы уже все изучаем. Тут сегодня животные. Табасия играет чёрсон.
خد Аюба, баси. Ча, реально, гайт волшаба. ده شو يعني عجايت زي- لما شوارع صورت جايت لما قايت له حي كامير حلالتي ناس كامير حلقة اخواتي وش قايت له سأبني لايتса. ты сам свой включи камеру, да, и тоже вот так как бы вот такие вот долгожданные книги прибыли, но они еще не все, конечно, а дальше еще будем. Башла. Дай. Ингуши, чеченцы в семье Терской. И там автор Ткачев, да? Да. Это ваш свет, это своего рода менеджер, да? Типа Жириновского. Ну, наверное, конечно, того периода. Я не утверждаю, что он хороший. Я же говорю только про книги. Не-не-не, я говорю просто. Его книга думала, я со злобной язен вонаги адуэч. Но все шинджал. Ну да. И под этот замес, естественно, ингуши из-за того, что и орство будет переселить бимбол. Сагапши тига. Что переселить бимбол. В основном он так против них пишет. Не, я еще не прочитал, я сразу говорю, эта книга просто... Я в электронном этом виде читал ее. Ну, благо у Айгахинс оригинал есть, это намного... У Айгаха оригинале есть, это самое главное, что мне намного проще. Электронной версии я читал, Ткачеву некоторые ссылки я читал. Чечня и чеченцы, книга у меня есть. Бережи. Да, у меня 2 версии его книги. Да? Да, 2 версии здесь. У него 2 версии. Самое интересное, вот то, что мне он прислал, это книга... У тебя за какой год? Берже? Да. Сейчас. Ну, она у меня 90-х где-то. И нет, 90-х тоже есть. Вот одна книга у меня, сейчас я тебе скажу, 90-го года. Да, у меня точно такая же. Вот 90-го года, сейчас я тебе скажу, а вторая, сейчас. Вторая у нас потолще будет она 91-го года. А ну покажи ее. Точно, это у меня есть. А звук он был Сантера Мяциши. Это разные. А вот да, это точно такая же у меня есть. Толщину покажи. Это толще, чем та. Да, вот она, точно такая же у меня. Лаудаева у меня есть. Лаудаева у меня нету. Почему? Интересно вообще-то. Интересно, я знаю, но до предателей моего народа я доберусь позже, как говорится. Я с ними попозже будут разборки. Я делал полностью по нему расклад, я интересовался его автобиографией, как он все начинал, как он это замутил. Но скажу, стоит отдать должное, со мной связались представители, по крайней мере, говорят, что его родственников, и они утверждают и говорят, что телефон-то приходится перегруппироваться. Они рассказывают и говорят, что материалы, публикованные Санкт-Петербургской академией, академическим обществом, который напечатал вот эту книгу, которая есть у тебя, они говорят, что она полностью не соответствует оригиналу Лаудаева. Короче, цензуру прошла, да? Мало того, что цензуру прошла, там, видать, были очень сильные доработки, и говорит, что цеязин дал хунштуй, дукадыш, и сказать, я что дукязина бахцу. Но с учетом того, что я прекрасно понимаю, на каком уровне у кавказцы были в тот период, я вполне могу себе, но до тех пор, пока мы не найдем оригиналы, знаешь, что самое интересное? Я хочу, чтобы зрители это услышали. Самое интересное в этом то, что никто не видел оригинал документов, написанных Лаудаевым. И даже те, которые поехали в Санкт-Петербург, спрашивали, есть ли оригиналы документов. Я спрашивал у всех наших докторов исторических наук и всех профессоров и так далее,
которые там пафосно пишут книги, я, само собой, это сарказмом. Я к настоящим докторам ничего плохого не имею. Но те, которые непосредственно себя таковым называют, все, кто ездил, когда спрашивали, ни один из этих людей не видел оригинал документов и записей Лаудаева. Так что я думаю, что пока еще и его родственники утверждают, что многое из того, что он написал, что клевета специально было сделано, чтобы оклеветать свой народ, и что якобы канцелярская, вот царская канцелярская машина сделала. Другие говорят, что в Питере нету, что якобы она есть в Тифлисе, но в Грузии их я тоже никто не слышал об этом. И вот такая вот ситуация по поводу Лаудаева. Но что бы ни было, я его читал автобиографические документы, мой дорогой, ну не красит его история. Он был разжалован, он был наказан, несмотря на... Он никогда в жизни, самое интересное, никогда в жизни не был дальше даже крепости Грозной. Он никогда дальше крепости Грозной на территории Чечни не был. Ни в Шатойском, ни в Веденском, нигде. Да, не был. Он в Новомирзиевке жил же. А? В Новомирзиевке да, жил. Нет, но он... Там жил и он служил в основном, где-то в Назране где-то. Он в основном... Или во Владикавказе. Он в Моздоке, по Терской области, он жил выше. Он никогда на этих территориях. Откуда он собрал? Я так понимаю, что вот по рассказам, по вот полевым материалам, вот эти сказки, обычаи, вот это он собрал. И ну, надо, опять же, до тех пор, пока мы не увидим оригиналы, мы будем сталкиваться с этим. Да. И, ну, к сожалению... Спорные думаю, ну... Это да, его, конечно. может быть, это его мнение. Он вот так вот сказал, например, насчет няхчи. Произведения. Но насчет этого, это еще полбеды. Да, это примерно это его. Потому что я могу вам сказать, я думаю, многие знают, и я не хочу обидеть это Вайсак Амду, но есть некоторые люди, которые до сих пор даже живут в Саде Нейнхуа, Теркисте Ашбу. Я там жил, я знаю ситуацию там. Там тоже есть свои загогулины, некоторые люди, которые говорят, что дальше Горогорска живут все Ламрой, а Горогорск где находится, мы знаем, да, прекрасно? Горогорский, а Чабиштях пойму, Ты не понял. За Горогорском. За Горогорском. За Горогорском 15-й начинается. 15-й весь Восток, Шилковской, весь Запад, Ачхой-Матановский, все до самой Грузии, они говорят, что это все Ламрой. Бошлан, самое интересное, что теркистя, шадов тейп между Азламчой. Шадов. Памтой, нашой, эхкой, кей, ежой, кечуй, чига, буш, беной, короче. Шабеш будешь. Шабеш цен ногчи будешь. Просто такое предвзятое, ты знаешь, вот, ну как вечерму, теркхой оли. Есть тоже у нас такие дочки были, по крайней мере. Раз теркхой, они плохие. А эти ламрой, они плохие. Ну вот это у нас, да, вот это и есть как раз таки местечковый внутренний сепаратизм. Пытаемся исследовать. Да, и сундистали цаумда ал-Арсун. Ситуация по Лаудаеву. Он был разжалован, понижен, то есть, и находился, так сказать, не сам. Он заканчивал Терское военное училище, там в Петербурге ездил учиться. Это был типичный российский офицер, грубо говоря. Да. Он, если вы думаете, что он там был выбритый, чистый российский офицер, который занимался своими делами, служил царю верой и правдой. Ну, я не знаю, из-за чего он попал под раздачу и понизили его. И после этого он написал вот этот труд. Его реабилитировали после этого труда. Запомните это. После этого труда его реабилитировали, восстановили, так сказать. Это раз. Во-вторых, все, без всякого исключения, советские историки, все, которые занимались вот с этого периода, ссылаются в основном только на Лаудаева, потому что он считается первым, являющийся первым чеченским
исследователем, этнографом. Хотя, чтобы знали все, Лаудаев не является ни историком, ни этнографом вообще. У него нет учебного, имеется высшего образования, которое вот присуще, как ему многие. Ваш историк Лаудаев не был историком. Лаудаев не был этнографом. У него не было специально. Это был российский офицер. Да, ему сделали заказ. Он выполнил заказ. Вполне возможно заказ. Он собрал просто полевые материалы. А полевые материалы мы знаем, какие бывают. У нас, опять же, я хочу повториться, у нас до сих пор были люди некоторые, да, которые рассказывали, что и Чингисхан чеченец, и Тамерлан, он половина там такой. То есть я хочу, чтобы вы понимали, есть у нас там сидят, рассказывают, евреи, которые даже понятия не имеют. Ну, сказки рассказывают просто-напросто грубо, разжигая. А сегодня с ДНК проектами все стало ясно. Который Шуэш Бату варит. Ну, типа, тоже же он написал, типа, что выходе из Галгая, тут Атаги, мой дед, основал Бог. Не слышал. Ну, вот этот тесть Ипполитов варит, да? Не слышал, честно, не сагазался. Аргунский, Шалагнила, Яской. Ипполитов. Тунда, То ты тоже, красавчик, сейчас спросил. Я откуда знаю? Я не ну вот этот потом, который говорят про Эшбату, выходцы из Галгая. Это надо спрашивать у человека с колокольчиками. Извини, у меня колокольчиков нет. Да не, вот это есть там, записал Ипполитов. Я знаю, он как раз рассказывал про это. Так он Эшбату или нет? Да нет, я не слышал никогда этого. Так он говорил, что он Эшбату, что его род, его прадед, короче, по имени Атов основал Атагибу. Тухдахаш. Я знаю, что это сказки. Еще раз, я вот эти сказки мне сун сейтейпан, сун сайсилдух диешву сейтейпан наха сун шаби. Но я вот эти вот и хунш дать, и хур тейп надо. Кого не спросишь, чечен хайна, хох тейп ноина, гойт хайна, хох тейп. Хар хайна, хох тейп ноина, шей десер, сачо диха душу. Я не знаю, сун сюек хача, эрш батой, эрш бетю. Шей ламбу, шей баувил. Остальное, это все ошины, ойны. Я говорю, вот ты сказки, черт, ну, Мария, поэтому хабар стючил. Люди, во-первых, еще, хотя он мердена своим башла. Эшбату войт ош меткала до объединения Эшбату. До объединения войт Эшбату войти. Я тебе даже скажу больше, я знаю, откуда их туда загнали. Они находились на местности, которая сейчас находится резиденция, парк Кирова находился. В этой местности был хутор. Хутор Эшбату был, я знаю. Да, был хутор, и там их было 26 хуторов общем вообще. Эхкий хутор, Кыкиев хутор, Шкулатига. Когда Ермолов полностью оттуда сожжен... Вот, да, их загнали, они оттуда ушли и заселились, где эта местность, White Ocean, расселились. Вот, Цундера, и я по этой тематике, как говорится, мне много рассказывал, но саму Эдухайшун, для меня, вот сейчас меня спрашивали некоторые из нашего, даже представители нашего тейпа, ой, книги, Матсиази, Хоурому, там, Эрс, ну, Ашен, Язин, там, Масла, там, Чунгру, Ашен, Кинчки, Язин, Ухар, Шен, Кинчки, Язин, Масба, Делда, Кинчки, Язин, ну, давайте общую историю напишем, а потом уже будем дальше действовать по мере возможности. Если мы, конечно, можно написать историю нашего народа, если каждый тейп напишет про свой историю. Это было бы неплохо. Я тут не сомневаюсь, как да не надо вообще. Но главное, в первую очередь, вчера Исрапился, Вискучхена, что было самое главное? Очень много моментов, и объем исторического периода, который захватили, 400 лет. 400 лет, и это очень важно. То есть, начиная с Султанмута и заканчивая уже непосредственно Великой Отечественной войной.
Это очень важно. Если каждый вот так понимал, что, ну, проблема в том, что не каждый тейп, так скажем, занимал вот именно вот таких каких-то более расширений, географическом расширении нашего народа. Вот в этом есть небольшая. И тогда получается цаму цадина, хаукар цадина. Это вот вот эти разговоры, что первые там спустились, там заняли плоскостную территорию. Я уже столько раз в разных книгах читал. Этот еще вышел со своими колокольчиками и рассказал, что этот, как его, Колокольчик Милвала. на равнинную территорию ингушей спустил тоже какой-то старейшина, рассказал он, какой-то цацей, уважаемый Эшбату, он пришел, и после этого с Асы, вот с горной части, Галга спустились на плодородную территорию. Так, Вашлам, Тина Нависа не платил дань же, дань Султанмуту. Я разве такое сказал, что платил Тина Нависа, платил дань Султанмуту? Вы хоть когда-нибудь слышали, чтобы я... Тинвиз был до Султанмута, он намного раньше был. Тинвиз. Подожди, я такого не говорил, не задавайте такие вопросы. Я никогда не писал и не говорил такого, что ногчи платили кому-то дань. Мы знаем прекрасно, кто кому что давал. Какое было отношение к разных храмов, что целовался. Ну, по этому вопросу Вайсагата и Вишундац, там все нормально. Başlam sen dik diskusiyada İsrail'in düşüşe gambalı değil. Что его Исрапил? Ну, что его? Dolayısıyla diyoruz da tabii jüyede kabul balı oluyor. Her Sultan Mut он в принципе переселился в Сиха не в Эндери, а выше Эндери, Таметка, Лилла, и он там сам со стажем. Нет, там речь шла о Засулатче. Имеется в виду, он перешел с Сулака. Да, он из-за Сулака перешел в Сиха, уже Эндери, Йовчаха, только не в Эндери, а чуть выше Эндери, Шица море, Эрзу Дехкан. Он там стажимал нашего, он сам Хабехкан, но его прислуга, что ли, его Шайвунки Балуш, Хахия Велгалы, он там сам обрабатывал землю, Язин Мадуиц, какое-то время, пока Ютя уже ночишь. Шеф 363 выпал из эфира. Я под эфир заснул вчера, до того интересный эфир был, Исрапила чаще видеть в эфире. Но чаще приглашать людей, вы не забывайте, что вы начинаете немножко колебаться, и уже вам становится неинтересно. И пока шеф 36 отправляет нам, надеюсь, запрос, если у него с интернетом все нормально, кажется, маршал Шону Исрапил задонатил. Шону Исрапил дал Духуахуэл, дал Сейдуэл, Хаданат Хакача. И Эльдар задонатил. 2 человека задонатили. Это после Аюба, который 2 человека задонатил. И на сегодняшний день у нас уже 1, 2, 3, 4, 5 человек, которые задонатили. Дал Саадуэл, да Духда Дуэл Будиснег, Эзашка Соудуэлил Визендеро Хундера, Шуда дал Сейдуэл Шу. Надеюсь, что дал Диканс Бирхам Бирбушун дал Мулаха, Эзернашка Соудуэлил Шу. Книги я вам показал, книги, конечно, там есть еще Дюма, по Дюме книги там я тоже ищу. Карт мало, надо карты, конечно же, пополнить. Вот эти кавказцы мне один брат пообещал, как говорится, пообещал, что он вот в этой книге Броневского «Кавказцы» должна была быть карта. У меня была эта карта, я вам показывал в эфире. Мы постараемся, мне один брат Шамиль
пообещал. Я надеюсь, он сдержит свое слово, даст карту, и у нас эта книга будет дополнена. Она в 2 версиях. Да, и, кстати, хотел еще сказать. Ибрахим Акчуауи сел на аптек и цашат урстейтинул. Ибрахим Акчуауи, отзовись, Ибрахим Акчуау Аллаха, дай знать, что ты здесь или нет. Башлам Кавказских войнах, с книги Мечахаря, Ец, Хабиб Успанов. Я думаю, в книжном магазине можно посмотреть. Должна быть. С ником Ибрахим, с ником вчера был. Так, я так понял. Ага. Zoom Снайпер отправил мне карты. Тоже. Деградация тоталитарного государства, движение в 1953-2008 под редакцией Зубова. Хорошая книга, Zoom Снайпер. У меня ее нету. Вео 919. Вео, ты прислал 2 публикации, у меня не открывает. Я у многих людей заблокирован. Зарик 3095. Я видел данную видео, где Чухуа говорил с Бузуртаном, где он подводил, но колокольчиком не поддался Чухуа, и Чухуа, правильно, надеюсь, назвал. Ибрахим Акчуауи. Карты, братан. Башлам, этот клоп, доктор Газович. Это гумадацари пускай выставляет. С меня меньше грехов. Ну, видать, у человека комплексы. Выставляет чужие мужские фотографии, у него проблемы, видать, с чем-то, ну, то ли психикой, наверное. Я не могу ничего сказать больше. Я про его фотографию, про него ничего не закидывал. Я давно опубликовал, и все видели, что по этому парню никто его не обижал. Она только сегодня пришла, братан. Все, понял, Zoom Снайпер. И он пришел в гости, ему задали вопрос: Башлам, что скажешь о недавнем устранении известных чеченских воинов? Ничего не скажу, поскольку я не смотрел и не интересовался. Тот доктор, который метровым ростом и армянской внешностью. Да, по-видимому, да. Ибрахима нету в эфире. И раз нету, я хочу показать. Наш брат Эльстанчхо обещал мне донат, не знаю как, но хочу показать то, что он обещал, что он сдержал слово. Вот он. Из дамасской стали. Меч. Называется «Смерть нарнийцам» или «Ужас нарнийский». Вот такой вот профессиональный, такая вот ручка как раз к моему телу. Вот такой вот из дамасской стали чеченский кузнец выкопал. Вот. Так что, ой, хахачахар, иншаллах. Слово сдал, слово сдержал. Ой, Эрстанчхо, очень Аллах дал саадал. Так что, вот так вот, господа хорошие. Теперь буду ждать от Засобора топор свой. Вот, так что по росту подходит, я пробовал. А что говорить, мне подарили хороший тесак. Вот,
Скрыня Хасая Хамадат, что тут у многих тысячи людей есть мачете, так что я хотел показать, что брат обещал, брат подарил. Вот так вот. Ситуация ушел. Вот, не знаю, вроде не на, все не на Новый год, но такой небольшой и книги, и меч, и то есть все как лучших. Может, вам ответ честно, когда спрашивают про Тесау, ты всегда грубо отвечаешь. Сатаннац доводца дела, и я не грубо отвечаю. Я отвечаю честно. Во-первых, я не смотрел эту передачу. Я не присутствовал на этой передаче. Честно. Никакого плохого отношения никому у меня нету. Ни к Амину, никому. Амина я знаю, поэтому все нормально, не думайте. Я не грубо отвечаю. Просто мне задают вопрос, я говорю, я не читал, не интересовался. Поэтому говорить о том, чего я не знаю, я не стану. Алейкум ассалам. Возле дуэль башлам, юш меттик мабоил, юш доша меттик мабоил шат. Да я скрыл, но это на память от брата, как говорится, подарили. Вот, чеченский клинок, это история. Дамасская сталь, сколько, 46-47 сплавов, или как там называется. И что-то в жизни должно быть у людей, уже и сабли есть, и самурайские мечи есть. А у меня вот появился, так сказать, отечественный вот нож. Пештун душу. Башлам скоро УАЗ подарит. УАЗ никто не подарит. Башлам, а почему ты не посмотришь его выступление? Не вижу в этом надобности, честно сказать. У меня другое направление. Башлам, надо было гравировку сделать, написать за правду, но да. Ну, его сделали. Я как-то не подумал о гравировке, но если есть мастера, которые можно дать и которые напишут на нем, постараюсь сделать, конечно. Ну, подарки. Никто меня же не подкупает, правильно? Ну, подарки, кто-то книги, кто-то вот так. Вон, Сагапшинский мне ингушский флаг подарил. И ничего. Башлам, у тебя же тоже направление чеченское. Да, тоже чеченская история. Абсолютно верно. Понимаете, мы не пересекаемся в этих вопросах. Я не хочу, чтобы, как говорится, самолил, что копировать я не люблю. Я очень не люблю копировать. Büyüstek хилшу масера, дал и везел мене. Вео 19, кто кого потроллил, но это не важно. Меня потроллить маловероятно. Вот. Башлам вайга дубахар тха уорхол дехил шельд. Цухаен туам болша цувалелин. Туам болша асприш дадахан бахар. Возможно. Арштей лазером пишет на железе. Возможно. Башлам, я тебе бинойский флаг подарил. Все. У меня это флаг есть. Мне мой брат прислал флаг. У меня есть Deutschland флаг. Немецкий. Германия. Скоро чемпионат мира. Вот. Футбольный клуб. Будем смотреть, кто побеждает в чемпионате мира. Вот. В Катаре, кажется, будет проходить чемпионат мира.
С лазером пишут на железе. Ну, посмотрим. О, PayPal пришел. О, снежок пошел, пахчине день. Холче, холшевуш. Ничего не надо. Холшевуш и просто холшевуш. Мне что, пицца и хейк. Что-то я Центросе флаг не видел. Наебство, наверное, имеется в виду. Так. Да, он есть. Кого называют Ламрой? Ламрой, Ламонхой. Все исконно чеченские тейпы являются Ламрой, Ламонхой. У меня всякого сомнения. Все они являются. Хокчуа Гулбел Штирлич Шажа Башлам. Дела Шейн Халаир Боришем Штирлич была Башлам Цанаха Болхауха. Расул Уац, я сам на себя работаю и подрабатываю по контракту. Сразу говорю, в парламенте я не работаю. Я не депутат. Машины у меня нету. Что еще скажете? Дома у меня тоже нету. Есть собственная квартира. Двухкомнатная. Что еще? И кто-то задонатил. Адлан задонатил. Адлан. Да, сайо, адоната, духу ахуэл. Болдиснак изашка соудолил. Ты, говорят, одну зарплату Камри белую купил. Нет, у меня была старенькая Камри 13-го года. И попал в ситуацию ярцега. Ах, чалуда, да, играться лучше, и потом через определенное время Корейн, Хаяли. Ну, штат семейных проблем. Ца операция шьящий положение хил. Ах, шниште ахей, дихаш, дарсун дяхдакы. Штадал диш, да юахкин, да елерксы. А так я гаш пешком. Очень смешно, Сайд Мамаду, очень смешно. Не госслужащий, чтоб ты понимал. Ты, конечно, не понимаешь, ты у нас любитель юморить, ты же у нас прямо такой обелиск остроумия. Это, конечно, чтоб ты знал, по контракту это обозначает человек, в принципе, в любой день могут уволить. То есть он аннулировать контракты. По контракту это обозначает, ты можешь разгружать кирпичи, это работа по контракту называется, по найму, по контракту. Ну, поскольку ты занимаешься, твое направление непосредственно юмор, я, как говорится, тебе это прощаю. А так, по контракту обозначает, что это сегодня есть, завтра нету. Так себе. На будущее, запомним, пригодится по жизни. ГАЗ-24 хорошая машина, экономная, да, за Собор, есть такое. Да, здоровье очень хорошее уже. И для тех крутых людей, которые понты любят очень сильно, разговаривают, а ты, когда идешь пешком, они проезжают мимо, но это как-то тебя спускает на землю, ты говоришь «Альхамдулилlah, альхамдулилlah, альхамдулилlah, мадикуху Аллах дал». Всему свое время. Я от этого не умру.
Камри хорошая машина. Если бы сегодня была возможность, я бы, конечно же, взял бы Камри. Вот. Russell DRS. J2 лица. Все, J2 у нас же всего 57%. Надо спрашивать у тех, у кого 88% про J2. Я знаю, я же тоже шучу. Hey, ба. Берти гашца леобо цалил бо. Берти гаш лил, берти машиништи амацалил. Башан дал қиямашка сова қил амин масуду қил васейдма. Шебзухова приветствую. G4 на 4 юса. Если суждено Харимасера Харидалма. Я не знаю, про древние колокольчики я не слышал, честно сказать. Это вот это не по моей, как говорится. Я про древние колокольчики не слышал. Но я с горшками, с остальными не связываюсь, поэтому мне не интересна эта тема. Ой, открой же, брат, ту дверь шкафа. Официально пока хуш, самый древний бал мелкий. Схара Чоя, кажется, 5 век нашей эры. Машани тен чувер звез Рамзан, туай чудерзин дух. Шельтеаци, урстой, шельтеаци. Это нож. Урстой, дамасский. ноутбук حققت لي أرس حققت شقون سيدنا السما قلتين يحيي الله باخر وشلا Эльстон школу уж все лаксу. Тейпан Эльстон школу это самое главное. Но в чего уж Тейпан Эльстон школу. Гордина чуверсо, нет сауошкина, тратьенут и макашня чуверсо. Ю эцьену чак дольча, кицау чуверсо за собор. Ю трепадиес чуверсо. Ю ламишни хала волит хене арчу сай чуверсо. Чуверзин со давид. Эту аурня аюал циги чуверсо. Цучур эра воли хумшкуйци, юго эра воли юго чуверзи куне чуверсо. Куне чура хачуверзи зал чуверсо. Зал чумавелна эту хавирзин вахи насо. Транлештина. Шугвист хушусо. Чуверзин этикранчо. Даверш аша муса. ليش تمرشوا تيوخ ريسك وديت أس
По-любому. Он разницу там влияет. Вот тебе что интересно именно? Сколько мне задонатили? Вот тебе вот какое дело? Или ты проверяешь меня? Да, я не знаю, кто ты такой, честно сказать. Но ты можешь не переживать. Там ничего такого нету, чтобы ты переживал. Адуев 0,95. Аса масит тут чуверзна собар. Тахана даду тахана дагул дел мятарсун. Тахана далул дел мятарсуном. Не понял твоего вопроса. Уалла солнца ахуба хайна вастай. Я не знаю, что ты хочешь. Уалла что тебе именно интересно? Я называл имя каждого. Нет, не $100, даже $50 где набралось. А сегодня бах и бах. Что вы так переживаете, я не знаю. Может, вы зададите вопрос по истории? Хорошо, чтобы для особо тупых я тебе объясню последний раз. После этого я тебя заблокирую, черт твою мать. Приблизительно 25-30 долларов задонатили за весь эфир. Все? Ты успокоился? Иди вон, чтобы тебе там колокольчиками позвенели. А я рада, да. Башла мне ногшу мою хинц. За собор потихоньку мамаша держится. И молниш, латваш, дахкам дохту. Пока держится, да и там сами. Вала цасу Ибраиму, чего переживать ты, ашу? Цацахум я это инсан. Ош внешности идти, ты ушел хумши идти, и хумши издабил лохонош. Ола цасуном приблизительно просто в рублях цалось 25, 23, 25, максимум $28 духе ложка. И цари хумш специально юси харсун, они на время затихают, а потом начинают плакать. Непростой из непростого. Ваша сопич так захвал хаму злат делирас. Я пытаюсь подряд отвечать цари. Цадельч специально доцабает. Сано штергал моя царь хумш. Адлан дересхем. Аллах маршал дуэл массана. Амин Рамзан. Амин. Неужели вам жалко бургеры или бутылку пива? Не, снайпер, это опускаться в дать пошла. Он наш ведь, может, неправильно выразился. Кто наш? Это твое дело. Ага. Возможно, необходимо со своим конкретным решать. Ильяс, окаченный текст, который ты прислал, окачен все. Ну, я тебе скажу так, в ожидании, что я еще опубликую про Байсангура Биноевского,
очень сильно мониторит меня, очень сильно. Особенно, что бы я ни скинул про Байсангура, сразу же сидят, фиксируют, чтобы как-то опубликовать, но пока маловероятно. Я видел АКК там написано, да. Я видел документ, какой документ. Это самое главное, Ильяс Тига, и ссылка АКК Т4Д1377, страница 897. Я нашел, понял. Геномбат, в конце источника ссылка Геномбат. Это Эзер Вовшахет, Аллах Сапарата, Кацер. 10-10-77 Ола Вошас. Пючпу Турбас, Ошкат Ярас, Эра Мадар. Но я там цахетер, пюч Сабата Шорс. Та Масер Халу Бахш Бутан Эрсена Масу. Азбяхца был так. Там дакы этого шбац, поэтому. У меня тут ситуация, кто-то, один брат из Канады прислал через PayPal 10 канадских долларов, я не знаю, 10, короче, канадских. И я их не могу снять, потому что он прислал в канадских долларах, или как они называются. Вот. А там лимит, короче, а это в переводе где-то написано, что это 550 рублей. Пытаешься вот их перевести, чтобы использовать трафик Алхечмон, не можешь их снять, потому что, говорит, слишком маленькая сумма. Снять дают, и они у меня вот так и висят в PayPal. Вот такое вот есть минимальное йодчих редукция, принять совет свой. Не отдают они, короче. И брат Адлан Гендеевич, Саданать Адлан Далсаю, Духуахуан. Я зато много новых чеченских имен знаю теперь. Шейнюшахалаш. Не понял. Львы водились на Кавказе, кроме наших Турпалхуай. Гургал Вайчу войны. Нет, видать, его там пушкой отстрелили ему голову, не знаю. Так. Походу все. Меня кто-нибудь видит, слышит? Ибраим Ошу. Ибраим, если что, задавай вопросы с Ютуба, если есть. Так. Всеподданнейший рапорт Тармасова о нападении партии чеченцев и карабулаков на Владикавказ. В организации и величьем отражении их силами ингушей, своим предписанием Булгакову склонить ингушей к принятию российского подданства. 2 июля 1810 года, номер 122. Генерал от имени инфантилии Булгакова от 14 числа июня рапортует мне о получении им известия от генерала М. графа Ивелевича, что чеченская партия, состоящая из 600 человек, переправившись через реку Сунжи, Кумбелеевку, потянулась к Владикавказской крепости, о чем узнавший генерал-майор граф Ивелевич от приверженного ему ингуша послал ко всем ингушам с предварительным о том известии, и чтобы они на обратном пути чеченской партии, встретив оную, разбили, что было исполнено ингушами на другой же день,
5 числа июня, когда чеченцы были отражены от крепости Владикавказской и гнаты, то ингуши бросились на них и при всем сражении убили распоряжавших партию главнейших разбойников, князя Албаксида, Чокшина, уздения его Эльжурко Абаева. Чеченцев и карабулаков убито 50 человек, а раненых неизвестно. В плен взято 23 человека. И досталось 100 лошадей, в числе коих были раненые. По получению какого известия генерал от инфантилия Булгакова предписал генералу-майору графу Иверичу защищать ингушей от чеченцев, ибо полагать должно, что они по азиатскому обычаю будут мстить. Пленных же чеченцев предписал, вытребовав от ингушей, содержать во Владикавказской крепости, чтобы на них разменять наших пленных в Чечне находящихся. Я получил уведомление о происшествии сем, поручил генералу от инфа Булгакову войти в положение ингушей и воспользоваться сим случаем к преклонению народа сего на вечное подданство вашего величества. А как Т4, дело 1378, страница 898. Вот такой документ скинули мне. Ну, я так понял, что многие говорят, знак. Я так понял, многие спать уже хотят. Наверное, надо вас как-то... Башлам, почему среди них много не мусульманских имен? Среди них много не мусульманских имен. Среди кого? Походу, вы все хотите поспать и отдохнуть, да? Да ищите я что? Не знаю за собой. Без понятия. Пока идет эфир, у меня параллельно идут смс-чаты. Ну, это еще до Шамиля. Дугдаш. До Шамиля 1810 год речь идет здесь. О 1810 году. Еще Шамиля вообще нету. Еще через только 19 лет, нет, 29 лет Шамиль появится на нашей территории. А это уже говорит Ладуш Саваш.
Это уже говорит о том, что варства были вместе с чеченцами уже в то время. Пошла разница между Нохчкелой и Халкелой Дейца. Это разницы никакой нету. Это они являются Келой, бу еще, бу Халар Келой, Нохчкела, Халкелой, Шаберса, Бушун. У них один корень. Разницы нету. Если вы конкретно по этнониму, надо смотреть сейчас, чтобы не соврать. Да, у вас думаешь, аж думаешь, весь хейт, да. Не, я про корень говорю. А сегодня, ладно, разрешу хахаттар ждать, шукадел дольшутер гецум. Хачруа согалцы валяха Джей 1 мячуксо, может Джей 20, точно не помню уже. Ну, они вместе действовали. Тесно там нету, это одно единое целое, они вместе были. Пошлам уарство и ногчи лобу худу уарство. Ногчи бу ицабас, но сегодня же преподносят, типа они не с нами, бож, ой, батюш, бож, цац помил, штяшнах, у церк бог дусей. Будер, ой, дег, ой, сакам дух. Шеку я отсюда. И Адлан опять задонатил специально. Адлан дал саду, дал духуахуат. Дал духуахуат. Тут я сомнения от свой сахара. Ладно, дигду вежри. Пока уже все окончательно не заснули, все не уснули. Нету понятия войнахи. Такого понимания нету. Это войнахи не этноним. Войнахи термин используется где-то за пределами. Если ты в Москве встретишь варство, ногчи или там кого, как любят вот варство, ногчи, мелхи, там джейл хуай, феппи, когда бежишь там, или ногч махко, или шют, вот за пределами, можно сказать, войнахи. А у себя дома это, в принципе, смысла нет назвать. Что означает G1? Это гаплогруппа. Расул Алиев. Это гаплогруппа ДНК. Про кемерийцев я зачитывал уже. Валикум ассалам. Валикум ассалам. Ладно, дигду вежрей. Ваш бях мобил. Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо. Если вы устали, швидко давайте двое. Я постараюсь экономить, чтобы сделать, наверное, первым мы сделаем эфир, 31-го все будете отдыхать, веселиться. Никто
никому дела не будет до истории. Может быть, первого, может быть, второго. Постараемся сделать эфир и посидим, пообщаемся, поговорим на актуальные темы. Хотите об истории, хотите там о географии. Огромное спасибо всем моим братьям, которые сегодня помогали, задонатили. Огромное спасибо всем, кто оставался в эфире. Не забывайте подписаться на наш канал. Не забывайте лайкать, писать комментарии. 1-2. И еще по мере возможности, конечно же, приглашайте на наш канал. Если у вас будут вопросы, пишите в директ. Иншаллах, отвечу, посмотрю. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Алейкум ассалам.